Много за это время накопилось вопросов в основном по тематике, которую мы изучаем. У нас были небольшие технические проблемы, у нас были небольшие технические проблемы, иншаллах, теперь мы их потихоньку решаем. Как говорится, пытаемся всяческим образом все изменить. Не всегда все получается, но да, альхамдулиллах, держимся. Держимся. Ибрахим, наверное, YouTube уже подключил. В основном, конечно, то, что присылали, из них есть пару интересных, конечно, более. Честно сказать, я по депортации слышал, что были некоторые письма, которыми я знаком. Ассаламу алейкум, это русский, но чубу комментарий в Урьере, Википедии на итальянском языке официально я занимаюсь. Слушайте, да, смотрите, в любом случае мы можем говорить о каких-то гипотетических вещах, говорить однозначно, что это русские, это были мы, или записано, или генетически схожи, это только гипотеза. Я не люблю такие вещи очень, потому что в любом случае, что бы ты ни сказал, потом это после или опровержения, или же очередного новой информации касаемо нашей истории, всегда получается, что кто-то начинает вырезать и говорить, он говорил так-то, он говорил иначе. В последнее время, конечно, наткнулся на большую информацию, то есть прислали информацию для обсуждения. Оказывается, то, что были некоторые сюли, которые говорили, что их ошибочно отправили в депортацию, что они не являются чеченцами, это я слышал, эти письма я видел и не один раз. Поэтому и когда я получил информацию, это официальная информация, я, наверное, может быть, во время эфира зачитаю, оказывается, были и официальные. Я вам сейчас ее зачитаю. Не знаю, насколько это официально, но, по крайней мере, оказывается, было и такое. Так, здесь ли оно? Так. Так. Спецпереселенцы индуши Наурбиев Абубакар, бывший секретарь Грозненского горкома партии, и Мурадов Халид, бывший нарком финансов Чечено-Ингушской ССР, и Яндиев Джамалди, бывший председатель правления Союза советских писателей Чечено-Ингушской ССР, проживающие в Киргизской ССР, в связи с опубликованием закона в беседах высказывали предположение, что ингушей не выслали бы, если бы не были объединены с чеченцами. Дальше. На почве этих разговоров возник антагонизм между чеченцами и ингушами. Последние считают, что чеченцы первыми организовали банды и помогали немцам в оккупации Северного Кавказа. Спецпереселенец ингуш Булгучев, проживающий в Киргизской ССР, по этому поводу заявил, дальше идут цитаты его: «Большое счастье для ингушей, что правительство, разбирая чечено-ингушский вопрос, не ставит ингушей в один ряд с чеченцами.
Мы в это переселение попали из-за чеченцев, которые восстали против советской власти и вместе с немецкими диверсантами воевали против Красной армии. Были изменниками, были изменники и среди ингушей, но их было мало, и они не представляли лицо народа. Дальше здесь министр внутренних дел, там переписывается министр внутренних дел Союза СССР Круглов, резолюция на отдельной ЛГЕ Сигунов, ознакомьте Т. Мальцева, Остапова, Грачева и тому подобное. Остроухова, затем верните мне Кузнецову 15 и так далее и тому подобное. Это документ. И здесь написано, из докладной записки министра внутренних дел С.Н. Круглова И. В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии, А.А. Жданову о реакции спецпереселенцев на упразднение Чечено-Ингушской и Крымской АССР. 15 августа 1946 год. Номер 3826К. Совершенно секретно. Товарищу Сталину, товарищу Молотову, товарищу Берии, товарищу Жданову. Опубликование закона об упразднении Чечено-Ингушской АССР большинство спецпереселенцев. Вот такой вот документ опубликованный прислали мне. Я, честно сказать, немножко не понимаю, что обозначает понятие или термин «они не представляли лицо всего народа». То есть, если определенное количество было против советской власти, против раскулачивания, допустим, чеченской национальности, то виноват весь чеченский народ. Понимаете? А если это уже были наши, там, допустим, соседи, то это не представители, они не представляли весь народ. 1946 год. Я вам говорил, окей, хорошо, если же были представители в Чечне, чеченцы там, и так далее и тому подобное. Мы говорили с вами, я вам зачитывал этот документ, и он у меня есть в наличии, что были депортированы кабардинцы, адыги, да, до 1700 человек. Есть четкое количество, выложено Министерством внутренних дел СССР. За что были они? Это были кулаки, раскулачивания, то есть зажиточные люди. Ва алейкум ассалам. Если в Чечне это было так, то при чем тут Адыгея? При чем тут карачаевцы? При чем тут калмыки? При чем тут крымские татары? И другие национальности. Хорошо, немцы-то могли представлять какую-то опасность, это было понятно. И у нас сегодня первый донат. Задонатил Бадруди. Бадруди, ДРС Хил. Огромная благодарность за поддержку нашего канала. То, что поддерживаете нас. Вот. И когда ты видишь такие вот вещи, которые нужно потом рассматривать, рассказывать и обсуждать, конечно, становится немножко непонятно. В этом случае, даже если мы говорим, мы много раз говорили об этой ситуации, о том, что депортации, враги народа и так далее и тому подобное. Сегодня я натыкаюсь очень часто на большие статьи, мне вот прислали, очень многие ссылаются, кумыки, допустим, говорят, что огромное количество, тоже Шахид поддержал наш канал, Шахид Баркалла за то, что поддержал наш канал. Это, если мы сегодня обсуждаем в историческом комплексе, мы знаем, для чего это было сделано. Если там было 300 человек, вы не забывайте, кто подавал эти списки, кто был начальником НКВД, который говорил, что здесь, на Кавказе, есть такие-то, такие-то банды, и количество это число отправлял в Москву. Я не хочу называть национальностью, я думаю, прекрасно понимают. Жалко, что вот эти же люди не называли это. Вот. Сегодня на
сегодняшний день, кумыки то, что говорят, что их выслали, что их огромно туда отправили в Казахстан, в Киргизию. Честно сказать, вот в этом списке Министерства обороны Российской Федерации, СССР того периода, я не встречал там кумыки, не видел там количество. Кабардинцы, к моему удивлению, они были. И там есть определенное количество, это 1700 человек. Это немалое количество, с учетом того, что... Поэтому говорить, конечно, можно о безнаказанности, о несправедливости. Если суждено было, если вы живете на этом клочке земли, и если геополитически это место важно, и если вы всегда везде говорите о геноциде, об уничтожении 50% депортированных, то будьте любезны не искать виновных в том, что кто-то то говорили, что там пели песни, там Руслан закидывал, говорил, что там чеченцы пели песни якобы Сталину и тому подобное. Пели песни, но пели не только чеченцы. Я вам могу показать и зачитать. Есть эти стихи, которые написали и другие. Но это у людей была такая надежда, они тешились, что Сталин об этом ничего не знает. А если не знает Сталин, во всем виноват Берия, сволочь, надо Сталину как-то показать, что мы лояльны, нас вернут и тому подобное. Многие люди просто-напросто хотели, не знали, как быть, понимаете? Тысячелетия жить на одной земле, а потом тебя отрывают от родины и отправляют в холодные степи, там, Казахстана, Киргизии и так далее и тому подобное. Это не так просто. Сидеть, писать маляву и говорить, что этот виноват или тот виноват. Я никогда не оправдываю. История есть история. Есть на то причины. Мы видим, допустим, причины в этом, там, обвиняем Сталина, Берию. Историки говорят, что это было необходимо. Дагестанцы говорят, что они благодаря там, некоторым руководителям, Даниялову и тому подобным, смогли как-то уйти от этого. Многое в нашей истории до сих пор непонятно. Многое непонятно. Сегодня есть персонажи. Вы не забывайте, когда был первый съезд, кажется, ингушского народа в городе Грозном, кажется, да? В поселке Кирово, где-то они когда собрались. Повешены были фотографии тех царских генералов, которые уничтожали нас. Валикум ассалам. Ламахкинский борс. Понимаете? И не больше, и не меньше. И когда спросили, зачем мы повесили этих душегубцев, на что ответили, это тактика такая. Что-либо сегодня, если происходит хорошее или плохое, законное или противозаконное, незаконное, сразу же есть выступления людей, от которых этого никто и не ждал, и не ждет. Да и никому это и не нужно. Но осуждают действия каких-то, опять же, людей, а свои проблемы реальные не обсуждают. Но мы должны брать. Лам Акинский волк, как всегда, поддержал наш канал. Ильяс, да, духуа хуэль, дерез хэл, за то, что поддерживаешь наш канал. Вот. Много моментов, конечно же. Я не против того, чтобы там кто-то из других соседних регионов
которые живут с нами по соседству, говорят о депортации, но не следствие того, чтобы обвинять кого-то там, нас обвинять. Это однозначно. У нас очень много моментов, которые, да, у меня есть один брат, вот сейчас мы должны с ним вместе выехать, иншаллах. Я надеюсь, мы будем в нашей горной гряде полностью снимать. И если получится до конца этого года, посмотрим по мере возможности. Возможно, поедем в гости в Грузию. Но пока приглашение есть, вопрос на стадии обсуждения, так сказать. Чисто в исторических, только вот историю, полевой материал зафиксировать. Это все, что касается нас и нашей истории, нам необходимо знать. Что бы ни происходило в этом мире, где бы что бы ни происходило, мы должны по крупицам возрождать. Многие моменты мы публикуем, показываем не просто так. Выезды. Сейчас мы знаем, что некоторые люди уже более или менее поняли, что далеко вот эти разговоры касаемо одна родина на всех, она не пройдет. Вот. И это очень важно и нужно знать. Вот. Ибрахим, если будут вопросы с Ютуба, сразу задавай. В любом случае, войнах борца бойл, что бы ни случилось раньше и сейчас. Мы в первую очередь мусульмане, братья в Израиле. Доказательства тому видно за пределами наших республик, брат за брата. Фаргиев, тут речь не об этом, это даже не обсуждается. Мы рассматриваем какие-то моменты исторические, которые сегодня закидывают для разжигания и для обвинения. Мы не против кого-либо, мы против лжи и опровержения. Место, площадка для обсуждения всегда открыта. Никто никому не запрещает, вы можете заходить. Не писать, не плакать, не обвинять друг друга. Заходите, отправляйте запрос вот на Инстаграм, камера с плюсиком нажали, зашли, поговорили. Не надо делать из людей врагов. Затрагиваешь аланский период, начинают говорить, что вот мы, вот они смеются, это наше, это ваше. Дзурдзуки то же самое, кистинцы то же самое. Самый тупой вопрос от нарнийцев. Скажите, кто кроме нас вас называет нахчи? Самый тупой вопрос. Вот просто-напросто, тупее просто нету ничего. Это самоназвание народа. И по крайней мере в географии 7 века и в грузинских источниках 14 века название Нахчи есть. Хотите вы этого, не хотите, плачете вы это, не плачете, без разницы. Да, интересный момент. Я хочу вам зачитать. Уже третий раз мы находим материал. Я вам сейчас его зачитаю. Я хочу, чтобы вы знали об этом. И надеюсь, здесь сейчас услышат это некоторые нарнийцы. Прошу сразу прощения у всех, чтобы было понятно, речь не идет, это исторический материал. И я сейчас не пытаюсь какие-то тейпы поднять, но это очень важно. МНС-1У. Savaş Sobardien, Sajimat Mayazien, Humsha, Delda Mayazien. Mayazien. А что, чего ехать, Mayazien?
Окчуа и элдиш еметигиона и элдиш меткия сокчуа тиениш бала хокчуа коэлпдеш бала хокчуа муатбеш беш бала маязье инхумш. Айдеса үш сөйлі бала, үш лейш бала хукчан и хатхун шадик. Ахкучуа языч христурду шума дацун. Цитирую. Книга, сразу начну. Это книга «Сборник сведений о кавказских горцах, издание Кавказского терского управления, выпуск 4. Слушайте внимательно. Сборник сведений, изданный с повеления его императорского высочества, главнокомандующего Кавказской армии при Кавказском горском управлении. Выпуск 4. Тбилиси, 1870 год. Страница 12. Говоря о фамилии Эхс-Батоевский, нельзя опять не упомянуть об его и об Эрсиноевцах. Эхс-Батоев Эрсман. В то время, когда Мулку, сын убитого Ахматом Кусая, говорит предание переселения с матерью в Бухару, запятая, Мааш оставался в ауле Нашха. Имея, кроме его дочери Яги, еще 2 сыновей. Живет в Нашхе, говорит Мааш. Имеет 2 сыновей. Послушайте внимательно. Это очень важно. И еще 2 сыновей. Эхш и Галгаша. Первый вышел в Ичкерию и поселился на месте, где расположен ныне аул. Второй же основал свое жительство между реками Асса и Фортангою в Ингушском округе. Вот так вот. Это книга 1870 года, где говорят, что Эхс-Батой и Галгаши, то есть галгаевцы, 2 брата одной матери, который проживал в Нашхе. Это уже 3-й материал, в котором мы находим, и где говорится, что галгаи вышли с Аргунского округа. Есть 2 материала, и вот теперь, что они вышли с Нашхи и поселились между рекою Ассою и Фортангой. Я не утверждаю, что это правда, что кто-то появился от великого, мне рассказывал один, что они появились от великого пророка Га и так далее. Там третьи писали, что гелы это только мы и так далее и тому подобное. Но еще в 19 веке в этой книге четко зарегистрировано, написано. Я впервые сталкиваюсь с этим материалом. Есть материалы и у Сулейманова, и другого про свой тейп Эхс-Батой. Я достаточно хорошо знаю, где написано, что Эхс-Батой и Мулку здесь тоже упоминается. И Мулкуай являлись, Эхс-Батой, Мулкуай и Цеси являлись 3 братьями. Есть такая легенда. Есть про Эхшбета еще с другим пару версий. Но то, что братом Эхшбета был Галгаша, который переселился из Нашхи между реками Асса и Фортанга, вот эта информация я сталкиваюсь впервые. Но факт есть. 12-я страница, 4-й выпуск, сведения о кавказских. Я вам перечитал, вы можете посмотреть. Я опубликую его обязательно. Конечно же, опубликую. Можно, конечно, говорить. Утверждать всякое, но задокументированное
история, кем бы она ни писалась, ее можно использовать в трактовке истории, официальной истории. Нравится или не нравится, как говорится, терпимая красавица, да? Вот такие вот вещи. Сегодня вроде бы в эфир хотел выйти один брат наш, Адык. Что-то я его не вижу. Он писал по поводу того, что он сказал, расширение Великой Грузии. В это я не сильно верю, честно сказать, Асланбек. Почему? Потому что я эту версию слышал, создание Великой Кахетии, что хотят создать Великую Грузию, что Сталин хотел. Нет, это маловероятно. Есть такая версия, она очень слабая, но она есть. К сожалению, эта версия абсолютно считается одной из такой гипотез, которая на фантастическом уровне. Создание Великой Кахетии ничто и так не мешало при Сталине, если бы он захотел. Вот. Но Сталин был стратегом. Я думаю, что вот это переселение, депортация, во-первых, неугодных нужно было убрать, Кавказ нужен был свободный. Во-вторых, нефтяные промыслы, то есть вся горюче-смазочная, я публиковал буквально недавно, вплоть до свечек, которые отправлялись из Грозненского, то есть на заводах грозненских промыслов делали свечи для Ватикана. Мы до сих пор не знаем, какого масштаба нефтеперерабатывающая отрасль в Грозном была. Она была на первом месте. Ни Тюмень, ни Баку, нигде в СССР не было таких мощностей и таких вот нефтеперерабатывающих промыслов, как в Грозном. В тот период, прошу не забывать, не было. И стратегически важно и ненадежно, с учетом того, что отправлялись записки сотрудниками, ну, по крайней мере, так пишут некоторые историки, завышались численность тех бандитов, которые были на стороне. Даже если их было 300-600, депортировать почти что 600-700 тысяч человек, это несоизмеримо, конечно же. Версию о том, чтобы поезд отправить прямо в Каспийское море и утопить всех, это тоже из ряда вон, тоже какие-то небылицы, честно скажу. У нас наш Кавказ этими мифами полон. Есть еще одна версия, что хотели возродить хазарский каганат и убивают всех на Кавказе, чтобы евреи могли опять восстановить Великую Хазарию. Ну, вот эти каббалисты и так далее, и так далее, и так далее. Люди, которые везде видят темную руку этих рептилоидов и так далее и тому подобное. Но эти версии очень слабые. Все было намного проще. Что калмыков, что карачаевцев, что чеченцев, что ингушей. Всех их депортировали из-за неблагонадежности, потому что наступление шло, и гитлеровская Германия прекрасно знала, не считая того случая, что искали на Эльбрусе и вообще в Кавказских горах, мистические, ритуальные этот сосуд, ну, знаете, да, эсэсовцами, об этом все говорили. Все это, конечно же, было. Плюс еще, к сожалению, оправдать вот это преступление против нашего народа, то, что было. Рассказывали о том, что подарили там коня, золотой сбруи и так далее и тому подобное. Что, конечно же, буквально в 21 веке было, я знаю, что шастали, было раскрыто секретные документы и прекрасно знали, кто да что кому подарил и как все это было. Но это уже не столь важно, это как бы мы в этом не участвуем, как говорится. Но благо наши историки докопались до истины после рассекречивания документов, кто подарил, когда подарил, что подарил, все знают. Вот. Карачаевцы
Касаемо карачаевцев, почему? Я думаю, материалы есть. Странно, конечно же, Осман Губе, который являлся Сюли, все переложил, конечно же, на чеченцев. Самое странное, знаете, что всегда были виноваты и считались проблемой чеченские партизаны, чеченские леса, которые являлись для нас священными. В Дагестане, как такового, никаких лесов нет, не было в то время. И голые скалы, и воевать им было сопротивление быстро подавлялось. В отличие от чеченской территории, территории Нохчичу, где были густые леса, где вообще считались лесные угодья священными, еще со времен шейха Мансура. Вы все прекрасно знаете вот сегодняшние дороги, которые проложены в Тюмкалинский, Шатойский район, Галанчожский район, все вот эти Аргун, Шали, Герменчук, Ведено, все эти дороги проложены в основном во времена Ермолова. Ранее дороги были немножко другие. Вот эти... Вопрос. Не могу найти героев Кавказа ингушской национальности, мужчин, о которых нам, кавказцам, надо знать. У остальных народов нашел, а вот у ингушей не нахожу. Расскажи, пожалуйста, нам. Hello World пишет. Ну, я не ингушский историк, и ингушскую историю не сильно изучаю. Брат, как это эксплуатирует? Не понял я эксплуатирует. Hello World. Я не могу тебе назвать героев, честно сказать, я не знаю таковых. Но у них вот в новостях показывают, у них герои этих кавказских войн и так далее и тому подобное, то есть царских войск, в дикой дивизии, советское, современное, во времена Советского Союза, они говорят, есть, это нужно у них спрашивать. Про них я более сказать ничего, к сожалению, не могу. Не знаю никого. Тех, кого я знаю, они упорство говорят, что это их национальные герои. Поэтому влазить я в это дело не буду, но почему про ингушей лишь 3 строки написано в поэме о шейх Мансуре? Ну, потому что, честно сказать, 3 икса. Что можно написать о них, если они не были с ним? Ничего. Зато о кумыках есть, об адыгах есть, о других национальностях, и о баварцах есть. Ну, не поддержали. Да и, честно сказать, к тому периоду не такое большое же количество их было. Не стоит об этом забывать. Вот. В 1801 году, это уже после того, как не было шейха Мансура, шейх Мансур был в заточении, их всех вместе взятое было от 8 до 9 тысяч и все. Поэтому говорить о них маловероятно. То, что нападали там на Кизляр и другие места, об этом много есть, об кумыках есть, о просьбе к аварскому Нуцелхану, чтобы он присоединился к защите. Но не забывайте, шейх Мансур идеологический. Когда говорят люди о шейх Мансуре, почему-то его сравнивают сразу с имамом Шамилем. Начало шейха Мансура, шейху Мансуру было сколько лет, вы посмотрите, 25 лет ему даже не было. 20 лет. Ассаламу алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. صبح الخير شوات سان خوخات اشورا الخير شوات سان связь дикият خوات اشورا
вообще не слышно, связь плохая. Вот. Говорить о каких-то больших изменениях, говорить о разнице между ними, вся проблема в том, что здесь молодой человек, который вначале не призывал, с первых дней он там не призывал к газовату и сопротивлению. Долгое время при царской России, при их наступательных действиях, шейх Мансур мирно жил у себя дома, имеется в виду в Алдах, призывая свой собственный народ к исламу, чтобы прекращали пьянствовать, воровать, и занимался непосредственно с призывом к своему народу. Сопротивление уже пошло позже, уже, так сказать, через определенное время. Он не был сторонником войны до тех пор, пока некоторые царские офицеры посчитали себя более вальяжно и вели себя противозаконно, так скажем. Связи не было. Вы рассказали про Эхбату Тейп, можно рассказать еще раз. Муса, я рассказал, и написано есть про Эхбату Тейп на моей странице. Спустись, просто возьми, подними, и сможешь посмотреть, там про Эхбату есть. Я не люблю говорить про свой тейп, это как-то некрасиво получается. Я сижу, рассказываю про свой тейп, это как-то датская, чаще тейп, и так далее. А так, про Эхбату у меня есть несколько статей, я опубликовал их, вы можете посмотреть, в принципе, они доступны все. Вот. И почему в тот или иной период ты не расскажешь? Я вот, честно сказать, немножко удивляюсь, когда начинают говорить о периоде, там, особенно Тимура или Чингисхана. Вот мы Чингисхана наказали, Тимура наказали. Это очень, конечно, бывает смешно, честно. Потому что как и кого можно наказать, если в то время буквально, может быть, еле-еле до 1000 наберется. И женщин, мужчин, и стариков все вместе. Ну да ладно, это, как говорится, я не буду в это дело сильно углубляться. И еще нас поддержали. Тимур поддержал. Тимур, ДРС Хейл, Далсей Дуэл. Огромная благодарность всем моим братьям, кто помогает нашему каналу. Без вашей поддержки нам не, как говорится, не выжить и не вести дальше работу. Я вам очень благодарен. Сегодня мои инстаграмные братья активно поддерживают наш канал. По крайней мере, 4 человека поддержали. 4, кажется, да. Акраман Даурбеков спрашивает, почему твои фанаты оскорбляют ингуша, который убил 4 осетин? Вам эта новость чем мешает? Твои адаты там комментарии строчат. Адепты там комментарии строчат. Разберись с этим, историк. Акраман, ты мне не указывай, кто ты такой, чтобы мне указывать, что мне делать. Это раз. Мои адепты, у меня нету адептов. У меня есть братья Нохчи, которые высказывают свое мнение. Оскорбляет ингуша, который убил 4 осетин. Во-первых, я не знаю, о чем ты говоришь вообще. Вообще без понятия. Я противник любой вот таких высказываний, которые ты убил осетин, убил ингушей. Мне такие вещи не нравятся. Надо следить за своим языком. Я искать где-то, кого-то, где-то не собираюсь. Если тебе так
это нужно, пойди на моем канале, здесь в моем эфире. Если будут такого рода разговоры, я их прекращу. Тогда ты, будь любезен, ты являешься адептом Руслана Бузуртанова, там, не знаю, Абадиева, Кадзоева, Гагиева, кого тебя еще перечислить, и всех остальных, которые занимаются против деятельностью или всегда пишут плохое про нас, они являются твоими адептами, останови их. Почему вы сразу приходите сюда ко мне, и где-то кто-то написал, ты говоришь там что-то, я должен кого-то остановить. У тебя есть связь, зайди в директ этим людям и напиши. Я не знаю, кто убил 4 осетин, ингушей, чеченцев. Я не занимаюсь убийством. Я рассказываю историю. Если по истории у тебя есть какие-то проблемы, задавай вопросы. В эфир зайди. Показывай свое лицо, не матерясь. Я тебе отвечу. Никаких проблем нет. Я сейчас в данный момент трансляцию веду на Инстаграм. Не путайте. В Ютубе трансляция идет параллельно. Она не моя. Но по моему разрешению включается YouTube канал, чтобы и в Ютубе могли посмотреть это видео. А тот, кто хочет зайти со мной поговорить тет-а-тет, провести дебаты, рассказать. Вы же говорите, тут один мне написал в прошлом эфире, кажется, он рассказал мне, что тебя много раз опровергали наши. Я сказал, много раз опровергали, что я заблокировал, там меня наказали. Эфир зайдите для начала. Покажите свое личико. Не прячьтесь, не просите потом, удалите. Зайди, как я веду с тобой разговор, зайди и покажи мне. Расскажи мне о своей древности, унижая мой народ. И я тебе расскажу, кто ты и твоя история. Не оскорбляя, не матерясь. Но если ты рассказываешь свою, любой человек рассказывает свою историю, это меня не касается. Если не затрагивают нашу историю, наши исторические земли, наши тейпы, адаты. Я не собираюсь по всему интернету ходить и везде кого-то, где-то кто-то проматерился или кто-то кому-то сказал. Зачем? Мне что, больше делать нечего? У меня одна жизнь. Я здесь отвечаю на ваши вопросы. Какие вопросы бывают здесь, такие ответы вы получаете. Или вы присылаете заранее в директ. Мне не проблема, ты спросишь там, почему вы говорите про дзурдзуков или кистинцев. Я возьму книгу, могу тебе сказать, вот книга, на этой странице, вот здесь сказано. Ты спросишь про Нахчи, я могу взять вот эту книгу. Никаких проблем нету, допустим. Если вы говорите про Нахчиматяне, я возьму книгу абхазского ученого-исследователя Гурама Гумбы, открою, расскажу вам про Нахчиматян, про Нахчи. Здесь все написано с научной точки зрения. Никаких отсебятиной здесь я не буду говорить. Понимаете? Кстати, вопрос был сегодня про... подождите, этрусков. Сейчас посмотрим, есть ли про этрусков что-нибудь у чеченцев. Дзурдзуки, Бунтар, Сарматы, Шарой Шарс, Халеб, чеченский царь Халеб, Нокси, Сасаны, кавказские кабанцы. Так, в этой книге нету про этрусков. Сейчас вы мне про этрусков спрашивали. У научных смотреть хотел я. Есть ли где-нибудь с научной точки зрения, где описывается? Нет, здесь есть Хурита-Уральский, Алароидский период. Если я не ошибаюсь, это речь идет об алароидском периоде, да? Если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. 44-я страница. Так.
Сейчас посмотрим. Нет, это совсем другое. Это не этрусский. Про этрусков у меня материал я видел в интернете, но в книжном издании у меня нету. Или есть, где-то была одна книга, где я видел про этрусков, но... Так, нету. Про Джурджуков и всех остальных есть. Так вот. Давайте дальше задавайте вопросы. Если у вас есть, будем отвечать. Ибрахим, если есть в Ютубе, все вопросы, какие бы они ни были, перенаправляй. Обязательно перенаправляй, чтобы люди не говорили, что мы не отвечаем. Так, видел видео, где в Турции, в чеченском селе у одного спрашивают ночью, тот говорит на вопрос «Хатай панмилу», он отвечает «Галайу». Да, это видео я публиковал, ничего удивительного нету. Так, у нас и в Чечне, в моем родовом селе, есть точно так же «Тайпан Галайу, Ома ночью». Это есть, не удивляйтесь, это вполне себе обычное дело. То, что мухаджиры раньше называли себя, кто-то называл, что нохчиу, но галлы тайпану, это ничего такого странного нет. Возможно ли объединение Чечни и Ингушетии в будущем? Асламбек, я пока не вижу никаких посылов к тому, что объединиться. Сейчас, брат, салам алейкум. Ассалам. Приветствую тебя еще раз. Добрый вечер. Вот у меня очень люблю твои стримы, иногда смотрю. Так как мы с вами добрые, достойные соседи, сотни лет вместе сосуществуем. Раньше были общие границы Кабарды и Чечни. Ты прекрасно это знаешь, это на картах все есть. Знаешь, мне иногда смешно бывает про карты говорить на самом деле, потому что у нас есть народные предания, куначество, много чего было, поэтому, когда приходится к картам обращаться, как-то, знаешь, мне не по себе становится, потому что для меня это естественно, когда я знаю своих братьев войнахов, мне не нужно кому-то карты предъявлять какие-то. Я сам некоторое время жил в Грозном и очень себя комфортно чувствовал всегда как свой был. Так вот, я немного хотел бы разбить свой разговор на пару частей. Первое, про выселение. Мне самому просто интересно, знаете, что село, в котором я проживаю, оно было оккупировано немцами, и они здесь практически год находились. Скажу как есть, в нашем доме жил немецкий офицер, они же квартировались как-то. При них мост построили, мечеть, которая была коммунистами закрыта, открыта заново. И, по идее, должны были все наше село, всю деревню депортировать как бы в Казахстан. Но по возвращении Красной Армии на самом деле было определенное количество людей депортировано.
И возвращаясь к теме расширения Грузии, ну, может быть, это как бы не относится к теме, может быть. Просто я как-то слушал карачаевского историка, он там какие-то бумаги поднимал, в которых он говорил, что данное выселение было запланировано еще до войны. Это 36-37 год. Можешь сам потом как-то поискать, вдруг попадется тебе. Так вот, например, после, возьмем вот конец Кавказской войны, мы официально называемся абхазо-адыги, да? Ты прекрасно знаешь, что 90% абхазо-адыгов было депортировано за море. И да, большие потери были, там люди тонули, ну понятно, это в чем дело. Вагоном. Да. Так вот, создан был грузин-переселенстрой, и в Абхазию, ну, в опустевшую Абхазию, она была достаточно населена, там более 200 мечетей было в свое время. Пошла христианизация в царское время, а в советское время был создан... Уже после депортации, то есть после мухаджирства, 19 век. Да. После мухаджирства абхазцев загнали в горы, и чтобы им спуститься, вот, кстати, извини, немножко отойду, Гурам Пумба, он мой большой друг, я у него в гостях бываю тоже, когда в Абхазии бываю, мои корни тоже оттуда. Так вот, создан был грузин-переселенстрой, и активно в Грузию переселялось грузинское население из внутренних районов Грузии. Простые крестьяне, они не горели желанием переселяться в Абхазию, потому что человек, обжитое место тебя переселяют. Но случилось то, что случилось. В итоге это привело к войне в 1992 году. Она фактически закончилась в 2008 году. Ну, особо не озвучивается, ну, так и было, там, партизанщина, все. Было депортировано из Абхазии, ну, как депортировано, они сами убежали, около 250 тысяч грузин. Так вот, я придерживаюсь того мнения, что... Эти грузины, это те самые грузины, которые были туда насильственно переселены в 19 веке, в конце 19 века, я правильно понимаю? Или коренные грузины они были? Не-не-не-не. Коренные, они, ну, мигрельцы, они не совсем грузины, это к карпельской группе они относятся. Около 70 тысяч проживают в Гальском районе. В основном те, кто убежали в свое время, их вернули обратно. Это местные, которые они там, ну, давно живут. Я говорю о тех, которые во времена Сталина и Берии были заселены в саму Абхазию. И в 20 веке их обратно отток произошел, я правильно понимаю? Ну как отток? Война случилась, куда-нибудь, если убежали обратно. Не люблю называть как бы это слово, как бы не хотелось, но факт остается фактом. Но я вообще имею в виду, конечно, нужно называть. Поэтому Саваш, я придерживаюсь той версии, что реально хотели расширять территории Грузии. До выселения всех народов, вот эти 1700 кабардинцев, которые ты упомянул, они были выселены. И было такое решение, что хотели кабардинцев поначалу выселить, но что там сорвалось, я не знаю, потому что наша диаспора, она многомиллионная в Турции, может быть, побоялись какого-то конфликта с Турцией, не знаю, не могу ничего сказать. Это же все-таки официальное, по официальным данным, чеченцев тоже 650 тысяч, они говорят, депортировано. Насильственно. Депортировано это неправильно все-таки будет, а насильственно переселенных, так сказать. Да. Хотя официальные многие данные историки говорят, что речь шла о 750, даже до 800 тысяч доходило. Это только за чеченцев я говорю, за ингушей я не говорю даже. Вот. Не считая того, что трагические события были в горных частях, то есть массовые убийства, хотя сегодня это некоторые люди подтвержденный, один из больших фактов это Хайбах, как мы знаем, это просто массово в одном месте до 700 человек сожгли. А так, говорят, было много хуже. У нас даже отличная песня есть про Хайбах. Вполне возможно, что вот это число, которое указано адыгов-кабардинцев, 1700 человек, вполне возможно, можно говорить, что их было в разы больше. То есть
1700, а за даже 3. Ну, у меня данные 5-8 тысяч, на самом деле. Такие пробные шары такие были. У меня лично есть товарищ, чей отец родился в Таджикистане. Ну, или подругу моей бабушки депортировали. То есть ее муж куда делся, не знаю, Зулиха ее звали, подруга моей бабушки, с 2 детьми. Она была выселена в Казахстан с 2 малыми детьми, и там в поле они обе умерли. Она сама вырыла яму и всю ночь пролежала со своими детьми в степи, в холодной. И она немножко, ну, естественно, умом тронулась после этого. Просто, ну, как-то мы не делаем акцент на этих вещах. Я не профессиональный историк, но единственное, я почему затронул тему Грузии. По факту территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, вот эта часть, горная часть Балкарии, Карачая, все было передано Грузии. Я считаю, это, ну, я допускаю, что это был план. У нас касаемо Чечни передана часть, у нас меньше всех была. Я могу тебе пояснить, у нас и Тумкалинский, часть Галанчорского, часть Шаройского, то есть небольшая часть. Да, большую часть нашей территории была отдана дагестанцам, как ни странно. Да, сегодня они говорят, что якобы их насильственно переселили, но есть случаи, где места, где рассказывают очевидцы, которые успели скрыться в горах. Даже, ты знаешь, наше национальное блюдо, галушки, даже, говорят, они зашли настолько быстро, что пар, который вставал с мяса из галушек, до сих пор поднимался. Настолько быстро они заселили сюда. Сегодня, конечно, я не хочу никого ни в чем обвинять. Есть официальные документы НКВД, они опубликованы. И у меня, благо, кумыки, братья кумыки документами как бы они опубликовали, я у них взял. Они рассказывают, как были украдены лошади, зерно, как вывозилось это все. Это все есть. Я не обвиняю их, все равно мы украли они или сгнило это. Разницы-то нету. Но просто сегодня, когда стоит вопрос, ты знаешь, да, там есть вопрос на часть нашего народа, который всю жизнь проживал на этих землях. В 1921 году оно было присоединено к Дагестану, уже когда создавался Дагестан, Ауховский район. И вот эта проблема ауховцев, опять же, прошу не путать, мы не говорим территориально отобрать и присоединить. Нет, мы говорим вернуть их дома, их села, мечети, кладбища, вернуть тем людям, чьи предки там жили тысячи лет. И сегодня карты, которые делаются, и, допустим, сейчас прислали карту, и весь Ауховский район записан, они цветами отделили, вплоть до острова Чечен написали аварцы, а вот этот Ауховский район они написали лакцы. То есть не по большинству, кто живет в этом районе. Я к чему это сейчас все говорю, как бы не отходя от Грузии. Грузия часть, конечно же, взяла, вне всякого сомнения. Стоит отдать должное по отношению к нашему народу. Думаю, ингуши-то там целые фильмы сняли про это. А грузины, когда чеченцы вернулись с депортации, не взяв ничего, оставив все, полностью оставив все, ушли. То есть даже оставили в некоторых местах. Товарищ, согласись, они в советское время они не могли не уйти. Нет, я к чему тебе говорю? К тому, что есть люди, которые ушли сразу, оставив дома и земли, а есть те, которые, не являясь христианами, не являясь грузинами, называют себя мусульманами, братьями, соседями, до сих пор живут. Там, допустим, там много случаев было. Я тут не преуменьшаю кого-то, не превышаю других. Да, вне всякого сомнения, вот эту версию о Великой Кахетии, которую хотел создать, там даже говорится не столько, сколько Сталин хотел. Якобы это была мечта Мигрела Берии. Якобы это Берии, да. Хотел. Ну, с Абхазии-то они не ушли с радостью. Пришлось, война была, около 10 тысяч было грузин уничтожено, чтобы, им пришлось уйти. То есть добровольно с Абхазии, я не знаю, ты был в Абхазии или нет, если поезжай, тебе не захочется тоже оттуда уйти. У меня по Абхазии у нас есть, я сталкивался с Бурану съездим вместе, если хочешь. С Абхазией у меня
ситуация такая, знаешь, почему затрагивается с Абхазией. Ты, наверное, знаешь о добровольческом корпусе, который был небольшой. Но, к сожалению, есть некоторые, я их называю нордийцы, ты уже, наверное, знаешь, кто такие нордийцы. Это люди, Да. которые сочиняют сказки, Прекрасно. рассказывают о добровольческом корпусе с Чеченской Республики. Это не только, понятное дело, что грузины какие-то могут этого не знать. Понятное дело. Но даже наши, так говоря, эти нордийцы, соседи, которые есть, не все, говорят, что 2000 были, одни говорят, другие говорят 10 тысяч. 10 тысяч добровольцев якобы были, помогали абхазам. Когда официально везде я искал, везде я проверял, как бы кто ни говорил, максимальное количество, которое я наткнулся, там было до 200 человек. Больше я не нашел. Это добровольцы, которые были. То есть, и упрекают, то есть, когда когда-то идут какие-то, мы знаем, что сегодня есть, Асланбек, прекрасные архивные документы в Грузии, касаемо нашей истории, которую грузины сохранили. И когда у нас начинают вот эти трения, нормальные взаимоотношения, начинают, а почему вы с ними сейчас заигрываете? Ведь вы на стороне Абхазии убивали грузин. А вот этот батальон Багратион, то, что вот сделал, оторвали кому-то, якобы отрезали голову. Баграмяна. Да, которые оторвали голову, приписывают к чеченцам. Этот случай, другой случай. Я объясняю этим людям, послушайте, мы целый народ, не грузин, допустим, не абхазов, никого не обвиняем. Потому что если вот таким образом говорить, стоит вернуться во времена того же даже Багратиона, которые были, и ранние периоды, когда целыми экспансиями царские войска через Грузию заходили, уничтожали, упрекать... Да, со спины били. Да, упрекать это сегодня, это неправильно, понимаешь? Поэтому простой народ не виноват в этом. Что касается истории, когда начинают говорить, вот Абхазии я именно затрагиваю, вот в этот момент я слышал, что очень такое красивое, Гагры, кажется, там же, да? Да. Вот, Гагры, я слышал про место, мне рассказывали, как бы есть некоторые ролики по Абхазии. И я знаю, что сегодня многие профессора, вот особенно есть один канал, они очень пытаются наладить вот эти мосты взаимоотношения абхазов с грузинами. По крайней мере, вот эти исторические профессора, вот они пытаются. Я не могу сказать, что это правда или нет, исторически она является Грузией или исторически она является Абхазией. Я не хочу влазить, честно скажу тебе. Я могу сказать за адыгов. Мы разберемся. За адыгов я могу сказать, потому что я знаю их историческую полностью и территориально. Я знаю, что мы с ними граничили. Я знаю о великолепных взаимоотношениях со времен шейха Мансура и более раннего периода. Я могу рассказать о целых сотнями, если не тысячами детей, которые адыги отправляли на обучение и исламскому делу, и военному делу отправляли сюда. Да. И поэтому об этом я могу рассказать. Ваши взаимоотношения, как говорится, вы сами разберетесь. А вот касаемо вопроса, то, что мы с тобой говорили о Великой Кахете, эта версия есть, но, к сожалению, вот историк, у нас тоже есть один историк, Асланбеков Руслан, кажется, если я не ошибаюсь. Вот у него тоже есть этот момент, он говорит, что пытались в период, там, что более ранее, там у нас несколько версий. Создание Великой Хазарии, то, что горские евреи, таты хотят всех отсюда народов коренных убрать, возродить Хазарию. Ну вот видишь, если я тебе это рассказываю, тебе становится смешно, ты согласен, да, вот с этой ситуацией? Да. Ну вот и таких версий там, или говорят, отправить... Можно вопрос? Саваш, один вопрос тебе. Почему тогда, например, территорию Балкарии, вот этот Эльбрусский район, Карачай, ну вот мы вместе, почему они отдали Грузии, а почему не оставили у нас? То есть нас, как бы, скажем, расширили? Да, зачем грузин перетаскивать, зачем тратить на это финансовые ресурсы всякие? Я могу тебе объяснить, они, вот то, что я сталкивался с документами, они говорят это с тем, что само население кабардинцев не было большим. То есть они, понимаешь, здесь какая ситуация? Центр силы, центр власти, они хотели, они сейчас, кстати, не скрывают это.
при возрождении Кавказа они хотят Великую Грузию, чтобы главным центром была Грузия. То есть остальные, да, они будут независимы, но вот главным это объединяющий, вот как сегодня Москва центр всей России, вот точно так же, если будет Кавказ якобы, чтобы это было центром. И в роли доминирующих грузин, поскольку их было меньше, кабардинцев в то время и того было меньше, этот период, о котором мы говорим во время депортации. Да. Сейчас их там, сколько там, 800-900 тысяч, да, приблизительно, столько? Да. А в то время, не забывай, что это уже, грубо говоря, минус 100 тысяч, 200 тысяч, если убрать. То есть они рассчитывают, ну, я тебе говорю официальные документы, сразу, чтобы ты, я не говорю, что это 100% правда, что та земля, которая даже и была у кабардинцев, ее и так было достаточно, то есть у адыгов, понимаешь? И сегодня даже, когда, даже когда идет вопрос о репатриации адыгского народа, который находится по всему миру, он на первом месте, если не ошибаюсь. Некоторые говорят армяне, другие говорят черкесы. По всему миру, который находится, вплоть до Новой Зеландии, Австралии, Новой Зеландии, даже там есть черкесы. Я имею в виду, что репатриации адыгского народа речи не идет. А если есть очень маленькое количество, то есть даже по сравнению с чеченцами, которые хотят вернуть Иордании, там, ну, частично, да, которые получили обратно. При Медведеве этот вопрос закрыт. Если я не ошибаюсь, там была речь 150 или 250 человек. О тысячах и речи нету. Почему? Потому что сегодня мы знаем, этот вопрос станет, опять же, ребром. Земли начинают Красные Поляны. Ну, ты уже, думаю, объяснять этого не стоит. А что уж говорить ситуация с балкарцами, карачаевцами, меня больше другое волнует, честно сказать, в этой ситуации. Я немножко не понимаю ситуацию, когда начинают упрекать адыгов нагайцами, грубо говоря, кабардинцев нагайцами, что вот я видел, мне ссылки скидывали наши братья адыги, кабардинцы. Я просто адыге говорю, чтобы было обобщающе, чтобы было понятно. Это настоящее. Я понял. Я другим нашим. И они упрекают якобы кабардинцев, адыгов упрекают, что они это смесь типа с нагайцем. Хотя буквально вчера, позавчера немного раскидывали эти ссылки. Я наткнулся на материал ДНК. Это не один специалист, это многие специалисты, которые проверяли. И ты не представляешь, самая большая смесь нагайцев с карачаевцами. Не с кабардинцами, не с адыгами, ни с кем, понимаешь? А больше всего они говорят там чуть ли не 60/40 карачаевцев с нагайцами. Обобщают, то есть с общим предком. А упрекают за это кабардинцев. Это такая же смешная ситуация, как у нас там, допустим, с этими же наргийцами, которые... Ну, вот у меня вопрос к тебе. Пошла. Вот вопрос я тебе задал. Как ты относишься к тому, вот раньше была Чечено-Ингушетия, в будущем возможно ли снова объединение, это раз. Во-вторых, насколько это нужно чеченцам? Я тебя не заставляю за всех чеченцев говорить, чисто вот за тебя. Потому что, извини, ингуши это те же чеченцы. Я очень глубоко разбираюсь в ДНК-тестах. Ну, это вчера, те вчерашние чеченцы на Запад переселялись. Я могу ответить на вопрос, но давай скажем так. Я этот вопрос разделю на две части. Первое. Я отвечу так, как я считаю, как было бы хорошо. Это одно. Это до 17 века, я тебе как Новчи говорю, быть одним единым народом, это великолепно, это правильно. И перед Всевышним Аллахом, и перед остальным Кавказом. До 17 века, если бы мне этот вопрос задали, я был бы за. 1,000,000%. Но теперь я перехожу ко второй части. После 17 века, начиная с прихода царской России, я очень много документов и шерстил, особенно по 19-20 веку, брат Асламбек. К сожалению, когда начинают упрекать, мы из-за этого, я скажу так, я категорически против. Могу пояснить. Из-за этого мы потеряли очень много.
во-первых, мы потеряли область Малой Кабарды, которая была чеченской, ты знаешь, да? Ну, потеряли каким образом, я могу пояснить, да, вот это мое мнение. Потеряли, потому что они добровольно вошли в состав чеченской автономии. То есть до 1934 года эта верхняя часть, то есть фактически чуть ли не вся Малая Кабарда, была в составе, которая сама добровольно, после того, как Бек-Черкасский эти земли продал царской России, царская Россия заселила туда казаков терских, ну, без разницы, с расширением, само собой. Им этого было мало, они и дальше, конечно, спустились. Но сейчас не об этом. Победители не судят, как говорится. До 1000 там есть Горская республика, выход из Горской республики. Эти вещи я не буду говорить сейчас. Почему? Потому что, несмотря на это, когда вышли из Горской республики, мы не претендовали на него. Имеется в виду, как бы официально, громкогласно не говорилось, потому что было много непонятно. Кажется, первая Кабардино-Балкария вышла, кабардинцы вышли первые. Вторые вышли, кажется, чеченцы, если не ошибаюсь, с этого Горской республики. И вот они нас упрекают. Но претензий не было и у ингушей на эту землю. Потому что де юре и де факто эти земли принадлежали кабардинцам, которые по закону продали, опять же, царской России. Других моментов, что обманули, что Бек-Черкасского насильно забрали, нету никакого подтверждения этим вопросам. И получается, вышли они, никто не претендовал. И когда вопрос шел об упразднении этой части Малой Кабарды, вопрос стал ребром, и они, включая Троицкое, Вознесеновское и все остальные вот эти земли, вплоть чуть ли не до Моздока, Октябрьская, Первомайская, вот эти все земли по Тереку, то есть получается с правой стороны Терека, они захотели сами войти в состав чеченской автономии. Но было понятно, почему там упоминается, из-за чего. Во-первых, экономически сильный, стабильный регион, и в плюс он был большинство на тот период. Те районы были русские, проживали огромное количество, и в Грозном, и в станице Петропавловской. Ты знаешь, я тебе просто объясняю, потому что ты здесь жил. И все, когда говорят о Сунжинском округе, Казачьем округе, все почему-то думают, это часть только Малой Кабарды. Нет, это и Малая Кабарда, и вплоть до Грозного. Грозный входил в состав, и до самого Петропавловки и Ильиновки. То есть по Сунже этот перешейк был полностью заселен русскими, терскими казаками. И вот мы в 1924 году, они добровольно объединились. В 1929 они захотели войти во время упразднения. Они вошли в Чечню. Это была территория Чечни. Эти 8 селений. В 1934 году, как ни странно, вот сейчас я возвращаюсь к твоему вопросу. Некоторым образом они принижают и говорят, вот нас Сталин в угоду чеченцам, как ты себе представляешь это? Сталин в угоду чеченцам присоединил Ингушетию к Чечне. Вот ты вот являясь человеком со стороны, скажи, ты себе даже такое придумать ты мог, чтобы Сталин в угоду чеченцам что-либо сделал? Нет, экономически и сегодня, на сегодняшний день, федеральный центр управляет всем, да? Это субъект Российской Федерации. Да. Если сегодня федеральный центр изъявит желание и скажет, что экономически, геополитически, стратегически, да, нужно объединить, допустим, эти регионы, я думаю, что причин для объединения найдется больше, и возникающих, как, знаешь, не было будет ситуация. И то же самое в то время произошла такая же ситуация, объединили в 1934-м. В 1992-м опять, послушай, очень мирно, без единого выстрела расходятся два брата. Один уходит из Чечни, другой независимость объявляет, этот уходит в состав России. Становится вопрос о тех самых землях, которые я тебе рассказывал. Части Малой Кабарды и нижней части. И поскольку была тяжелейшая ситуация, не было сформировано в основном никаких большинство ветвей власти в Ингушетии, да и территориально, если бы этот участок земли был бы за чеченцами,
то есть возвращен, у них оставалось всего лишь 2 района. С учетом кризиса по пригородному району оставалось 2 района. Джайраховский и Назрановский фактически. Там больше ничего не остается. По крайней мере, некоторые специалисты говорят, что их могли в связи с этим объединить с Северной Осетией, поскольку территориально слишком мало земли. И исходя из этого, якобы 2 брата, Руслан Аушев и Джохар Дудаев, договорились и временно соглашение оставили, заморозили вопрос по демилитаризации этой зоны. В 2012 году, в 2007-2008 году у нас идет еще, как ты знаешь, контртеррористическая операция, она не закончилась, до 2009 года она не закончилась, если не ошибаюсь, в апреле 2009 она заканчивается. Горная часть, как ты знаешь, в основном под запретом, туда как бы суваться, разминирование, ничего не происходит. Я тебе сейчас объясняю подетально, к чему я это веду. В 2009 году кусочек Галанчожского района, который 250, со времен создания, скажем так, Ингушского округа в 1860 году. И с раннего периода они эту землю в 2008-2009 году потихонечку присоединяют к своему заповеднику. Чеченцам не до этого, никто там не ездит, не проверяет, но все знают, что и во времена Ичкерии, и ранее, что это земля. И никто не может даже такого предположить, что кто-то, брат, может раз и землю ничейную, так сказать, сделать чейной. Ситуация в 2007-2012 году немножко накаляется по территории, там, по уничтожению боевиков, там какие-то внутренние переход границы между Евкуровым и Кадыровым нынешним, и Чеченской республикой и Республикой Ингушетия. В этот момент все молчат, никто не обвиняет Евкурова ни в предательстве, ни то, что он плохой, ни в чем вообще. Вообще ни в чем. Получается, что в 9-м молчат, в 10-м молчат, в 12-м кипиш происходит, все на стороне тоже Евкурова. И после этого это как-то улаживается. Начинается тема, в 2012 году начинается тема по тому, что нужно закрыть вопрос, поднимается вопрос, что нужно закрыть вопрос по демилитаризации. Но в этот момент везде этот закон не подняли, уладилось это, осталось как-то на тормозах ушло все. Я тебе так вскользь утрированно рассказываю. В многие глубокие политические моменты я влазить не буду. Определенное время, в 2018 году, конфликта как такового между Евкуровым и Кадыровым нет уже. И так не было, вот этих перепалок нету. В принципе, все вошло в русло обычное. Происходит тема, когда нужно было по всей России закрыть вопросы со спорными территориями. И очередь дошла, конечно же, до Кавказа. Там иркутские, ты помнишь, да, укрепление регионов на севере, в Сибири. Это везде все было. Там без всякого конфликта кому-то добавили, кому-то отняли, все, закрыли этот вопрос. И дело дошло до нашего прекрасного Кавказа. Вопрос дошел до Кавказа, и тут поднимается вопрос. У нас была спорная ситуация со Ставропольским краем. Это по Тереку. Терек обмельчал, и территория перешла в территорию Чечни. Получается так, кусок там нужно было к Чечне. Там у нас есть угол такой между Моздоком и Наурским районом. Второй кусок это Кизлярский район. То есть это стык, опять же, уголочек входит вплоть до дороги в Кизляре. Третий земельный участок это горное между Дагестаном и Чечней. Это пастбище, которое они захватили во время, когда была Ичкерия. В какую сторону введено? Да, абсолютно верно. Это вот этот, Чаберлоевским районом раньше назывался, сейчас Чаберлоевским.
И вопрос, конечно же, возникает. А с осетинами у нас не было вопроса, то есть они сразу вопрос закрыли, там по Моздоку чуть-чуть по границе было. И остался вопрос Геланчорский район, ныне Светлогорский, этот кусок, и всплывает этот кусок, и вот эти селения. И начинаются бурные дебаты по этой тематике. Получается, что эти земли никогда никому не принадлежали. Кабардинцы их захватили, русские захватили, чеченцы захватили, что там больше жило ингушей и так далее и тому подобное. Исторические документы, все, что говорится, говорится как? При объединении в 1934 году, какая была Ингушетия, такая должна остаться. Какая была Чечня, должна остаться. Но вся проблема была в другом. Дело в том, что после 1934, после депортации, упразднения, возвращение Грозный был заселен русскими. Да. Горные части, смотри, Асланбек, чтобы ты знал, Чеберлоевский, Веденский, Шароевский, Итум-Калинский, Шатойский, Галанчорский район категорически запрещено было возвращаться чеченцам. Чтобы горная часть опять не могла взбунтоваться и не произошло там, ну и так далее. Ну, Советский Союз там, как бы, эту тему, зная горную часть, не позволяли заселить. В Грозный заселятся русские, первые подняли бунт русские и армяне. Говорят, вообще первые армяне подняли, что категорически против, чтобы чеченцы заселяли город Грозный. Да, я знаю это. И плюс еще, само собой, пригородный район, который Осетия не вернула ингушам. Вот эта ситуация происходит. И я тебе это рассказываю, как эти земли. То есть, запрещено было заселяться, часть Джайраховского района тоже вроде бы говорили. Я сказать однозначно не могу, по их истории я точно сказать не могу. Получается 5 плюс 1 и плюс город Грозный. Само собой, малоземельный вопрос поднимается, отправляется, Москва принимает решение отдать левую сторону Терека, то есть бывшие территории Грозненского района, исключая из него город Кизляр и часть прикаспийских земель. То есть отдать Наурский, Шилковской и Каргалинский, ну часть Каргалинского. То есть это от запада, грубо говоря, от Прохладного и до Хасавюртовского района. Фактически так получается. Вот эти земли отдаются. Опять же, всем говорится, все, кто желает, может переселиться туда. В то время был председателем Гайрибек у нас, муслим. Ни один ингуш не поселился ни в Шилковской, ни в Наурский. Почему? Потому что они были слишком далеко. Раз. Во-вторых, эти земли в основном степняковые. То есть там не каждый может жить, чтобы было понятно. Тот, кто привык, там, понимаешь, другой. Они заселяются в Грозном и в Грозненском районе, в основном в этой части, ближе к центру. Вот так произошло. Никто им не запрещал, никто не поселил. И исходя из этого, они говорят, что после расхода должны были отдать им часть Наурского района. Чего? Понимаешь? Чечни. Не считая. Тут речь уже и нету того, что эти 8 сел. В 2018 году после этой спорной территории Евкурову объяснили то, что он подписал документы, показали, что и историки показали, что эта земля всегда была чеченская. Он понял это, и есть официальная передача, он говорит, мне подсунули, я подписал, на самом деле нет. Этот кусочек небольшой горной части возвращается. Почему показывают по картам этим? Из-за этого я именно использовали как документы. Часть документов является картой, к сожалению, или к радости. А вот нижнюю часть, 77 тысяч гектаров, та самая Малая Кабарда, Псидахский район, ныне Малгобекский район. Да, эти все земли с 8 селами ради братства, Асланбек, Кадыров, потому что большинство теперь там заселены ингуши, остается за Ингушетией. Происходит полная демилитаризация, и вопрос по границе закрыт. Чтобы было понятно. Я
я тебя прошу прощения, то, что так долго тебе отвечал на твой. Я бы хотел, возможно, я бы хотел, чтобы вот эта ситуация, чтобы мы там, как были раньше, до 17 века, одним единым. Но исходя из того, что, допустим, черкесы хотят быть все единым, одной нацией, адыги. Да. Грузины, несмотря на то, что там 4 разных языка, они говорят, мы все одни. Понимаешь? Дагестан там немножко тяжелая ситуация, но даже они под одним говорят, мы дагестанцы, это наш Дагестан. Осетия, Южная и Северная очень хотят объединиться, но поскольку Южная Осетия с Грузией претензии, там эти моменты, они никак, ну, они хотят даже, говорят, мы одно и то же. Да, с вами непонятно. Все хотим объединиться. Все хотят вокруг объединиться, а вот у нас, говорят, нет. В начале и до сих пор наше больше старшее поколение говорят, мы братья, мы один народ, мы должны, да, я согласен с этим полностью, валлахи согласен, было бы хорошо. Но то, что с 18-го года были видны упреки, клоки, все вот эти, все, что, я не знаю, я даже не представлял, что может быть между нами столько таких вещей. А различия, которые упрекают, ну, что это за различия? Это один из ваших адатов не видеть со стороны жены родственников, тещу. Да. Вот, это различие есть. И небольшое различие, которое есть, который нам якобы инкриминирует, что вот мы отдельно, вы отдельно и так далее и тому подобное. По ДНК смешная ситуация, конечно, но я не буду по ДНК рассказывать, ты и так прекрасно знаешь. Да. Я боюсь, знаешь чего, Славбек? Объединиться-то, может быть, и не проблема была бы. Может быть, и не было бы проблем. Но я боюсь, что условия при объединении завтра, послезавтра кто-нибудь опять захочет разойтись, и потом опять же начнут говорить, а вот наше было тогда таким. Ведь есть митинги 93-го года в Назране, которые проходят, они говорят, мы хотим независимости, территориальной единицы Ингушетии по 1934 году. Сегодня ни один не говорит, что хочет по 1934. Почему? Потому что по 1934 году в основном вся часть Малой Кабарды, бывшей Малой Кабарды, она входит в состав Кришны, понимаешь? Вот в чем проблема. И сегодня я как сегодня являюсь нахчи, и я думаю о своем народе. Что мы приобрели от этого? Мы больше приобрели или потеряли больше? Я тебе скажу так, мы потеряли больше. Очень много потеряли. Хотел ли бы, да, если мы согласны, но мы не можем на одном этнониме, который бы нас объединял, даже на это мы не можем согласиться. Почему? Потому что у каждого своя правда. У каждого своя правда. Ты употребил как раз этот термин в войнахе, вот, якобы, что даже если мы исторически берем, никто, допустим, я не думаю и не уверен, Асланбек, что даже ты бы согласился, вот, допустим, какой-нибудь ученый, еврей назвал тебя, допустим, кабардинцем, да? Но ты знаешь, что ты абхаз или адык, или абшуа, я не знаю, разные, выбери, какой хочешь. Само собой, ты хочешь так называться, как создал тебя Всевышний, как были твои предки. И неприемлемо, когда тебя... Почему? Я могу тебе... Как-то Артемий Троицкий упрекнул, там была тема в Москве, где-то кавказцы, обычно молодежь что-то натворил, и он говорит, эти кавказцы, конкретно он говорил про чеченцев, говорит, до тех пор, пока мы, говорит, не пришли и не научили их писать и читать, они не умели это. То есть мы им дали цивилизацию. Это говорит еврей, который образованный, который начитан, должен знать. Если бы, конечно... Но делает мы это прекрасно с тобой знаем, что пока он бегал в лаптях, в шкурке оленины, на Кавказе был металл, на Кавказе были оружие и много-много чего, каменные, башенные комплексы. То, что ему даже... Нам чуток не повезло. Да.
просто, понимаешь, таким людям проще. Почему? Он в одном прав. Да, он прав. В чем? То, что в 1929-1930 году взяли, всех перевели на кириллицу. Понимаешь? А до этого, что были, конечно, ученые были. Латиница была, арабский язык был, тюркский язык был. Кто бы что ни говорил, Тамерлан пришел в 13 веке, в 14 веке точнее. Да. И он оставил свое наследие здесь. Хотим, да, он уничтожил адыгские княжества, уничтожил, от самого запада пошел на восток. Здесь нас уничтожил. Мы это все прекрасно знаем. Но, что бы мы ни говорили, тюркский язык остался, и он был международным определенное время, потому что влияние Турции и влияние тех, которые остались здесь. И все вот это, исходя из всего этого, подводя итог на твой вопрос, хотел ли бы, я считаю, что этот вопрос нужно спрашивать у всех новчей и у всех ингушей. Если они будут себя считать единым народом, то да, это было бы хорошо. Но прежде чем стать единым народом, нужно вот эти все запазухи камни, все вот эти высказывания о чистоте крови, о том, что мы чистые, вы нечистые, вот эти вот разговоры. Почему? Потому что, ну вот, смотри, мне ничего не нужно, вот книга. Написал ее сам ингуш, один из самых почти что больших тейпов Ингушетии, фамилия этого человека. И он перечисляет здесь огромное количество, как и среди чеченцев, и кабардинские фамилии, и осетинские фамилии, и так далее, и тому подобное. Потому что тот, кто просил убежище в адатах, в наших адатах это есть, как и думаю, в ваших адатах тоже это вполне есть. Тот, кто просил политического убежища, он получал его. Но это не говорит, что это массово было. Конечно, не массово. И это показывает. У нас нету залетных, прилетных людей, нету. Сегодняшние ДНК показывают, между кавказцами были взаимоотношения, особенно автохтонными народами. Будь то адыги, будь то грузины, будь то новчи, ингуши. Но между пришлыми, то, что пришли, этих взаимоотношений, как нормальные люди, они друг к другу относились, так, конечно, хорошо. Но примесей прямо, что нас растворили, что мы стали никем, такого нет. Я имею в виду нас, кавказцев, всех. Поэтому вначале, сегодня я всегда говорю, когда кто-нибудь здесь заходит, начинает говорить что-то, я говорю, послушайте, я клянусь Аллахом, я хочу, чтобы ваша Ингушетия была золотой. Парламент, правительство, все, чтобы у вас было хорошо. Клянусь Аллахом, я это от чистого сердца говорю. Нету никакой ненависти, валлахи, биллахи, талахи, нету ничего к ним. Плохого имеется в виду, вот, чтобы ненависть, там, прямо как они, презрение, там, нету этого. Просто единственное, что я говорю, люди, которые врут, оскорбляют и задевают нас, если сегодня, Асланбек, ты говоришь, мы с тобой два брата, ты лысый, я лысый. Ты живешь в Адыгее, я живу в Чечне. Я тебе говорю только об одном. Брат, ты не остаешься братом. В тяжелое время обращайся, я тебе помогу. Но я тебя прошу, когда ты уходишь, не пытайся увести мою жену, моих детей, мою машину, мою корову, понимаешь? Я тебе об этом говорю. Хочешь жить отдельно? Живи счастливо, но у себя дома. Сам все делай. Не перетягивай. Или мы живем с тобой вместе под одной крышей и будем одним единым целым. Если мы расходимся, давай не трогать не свое. Давай не сочинять, не говорить, что это только наше, это наше. Но я уже говорил про элементарно, про эту тамгу и про вот этот символ солнца, который есть у кабардинских князей на заднем части лошади. Да, Мударовы. Да, Шавхаловы и да, вот у них. Вот это лошадь называлась, порода лошадей, кажется, это тамга Мударовых была князей. И Мударовы тоже, да? Солох это лошадь, вот, на ней вот это. Я тамга. просто почему это говорю? Я знаю, что вот это непосредственно символ, который используется, да, есть на наших территориях, которые вообще даже не касаются ингушей. Они есть везде, ты заходишь, смотришь, они есть у инков,
они есть в Северной Америке. Это, с этим символом, знаком вечности, плодородия, солнца, по-разному. Ему, по разным данным, и он считается, что это индоарийская раса вообще у них, что в Индии она впервые примерно, ей 5000 лет, понимаешь? И сегодня, если там, допустим, если это даже скажет кабардинец, что это чисто наш, я скажу, это ложь. Скажет чеченец, я скажу, это ложь. Но то, что использующие люди вот эти петроглифы являются автохтонными древними, это правда. И тут никаких сомнений. Но приписывать ее только чеченцам, только кабардинцам, только ингушам, это неправильно. И говорить, если она есть у кабардинцев или если она у чеченцев, чтобы ингуши говорили, нет, это только наша, а они украли. Это неправильно. Достояние. Конечно. Оно, я еще раз говорю, сегодня, если бы были бы русскоязычные индусы. Вот, извини, сзади меня вот эти петроглифы. Жена рисует моя, занимается этим. Вот петроглифы эти. Ну вот, я к чему хочу тебе сказать это, брат. Если мы сегодня будем говорить, каждый будет говорить, что это мое, для начала нужно проверить, насколько это достоверно, насколько. Ну, я тебе приведу пример. По последним данным, в Чеченской Республике не восстановленных, я вообще говорю, боевых башен до 200. Ну да, много разрушено. Слушай, и живые я не говорю. И эти же данные в основном есть в советское время у Марковина, у Виноградова. Жилых башен и того больше. Но, когда сегодня публикуют или говорят, начинают, вы украли, вы ничего не делали, и ваши башни строили мы. У меня возникает вопрос. Если в Ингушетии 100 башен, в Чечне 200 башен за все время. И плюс археологически официально найденные и заверенные. Я вот как пример привожу. Самый ранний башенный комплекс, который был найден, 5-9 век на территории Ичкерии. В Чечне найдена эта башенный комплекс. А не 12 век? Нет, 5-9. 5-9 век. Это на области Ичкерии найден. Харачоевская башня. Вот в этой области. Кайкена Харачоевская культурный кластер, чтобы было понятно, чтобы тебе понятно. Я как-то читал про это в Википедии, вот, поэтому уточняю. Там разные даты, 5, 9, 12 век. Асланбек, в Шаройском районе, опять же, который не граничит с Ингушетией, есть башенные комплексы, которые 13 века. И стоят на да. И когда нас пытаются упрекнуть и говорить, вы воруете наши башни, или ваши башни строили мы, это вам не принадлежит, извини меня, но сегодня мы живем в разных регионах. Я за свое ходатайство, я говорю, моя родина, мои башни, мой народ. Они говорят свой. И сегодня очень приятно, когда, как ты зашел в эфир нормальным человеческим языком, ты приводишь свои доводы, я привожу свои доводы, и мы ведем дискуссию. Это нормальный человеческий язык. К этому можно прийти, понимаешь? Опять же, мы говорим о чем? Ни ты, ни я не утверждаем, что между кабардинцами и чеченцами не было войн. Были войны, были стычки, были убийства, понимаешь? И причем были крупные даже сражения. Феодальные разборки. То есть не народом, интересы определенных кругов. Определенное время, через все это пройдя, заключили договор, заключили мирное соглашение. Ну, даже исходя из того, что мне написал один черкес, Адык, он, если я не знаю, то ли из Турции, но я перевел сразу там в Фейсбуке, и он мне пишет, он упрекает в основном, он упрекает домашних, тех, которые здесь остались. И я как-то написал статью про нас, взаимоотношения между адыгами и чеченцами, времена шейха Мансура. И он говорит, если бы в то время все были бы как единое целое черкесы, не делились на тех, кто там имел какое-то, понимаешь, да, какие-то блага, то есть были часть, там же, как и в Чечне, в принципе, тоже, часть были на стороне царской России, часть были на стороне отдельно, понимаешь, там Шамиля, грубо говоря, да. Вот. Хотя
друг друга. История, как показывает, хоть в дальнейшем ты при проигрыше, что ты будешь? Дальше жить нужно, дальше существовать нужно. Я, честно сказать, никого не обвиняю. Если он не вредит своему народу и делает благо для своего народа, пытается воссоздать его, это, конечно. Но он упрекнул, говорит, даже в то время, говорит, если бы мы не проиграли бы, говорит, если бы все были одним единым целым. Я ему сказал, брат, я ваши внутренние дела не хочу, у меня у своих-то тут не все, ассаламу алейкум, как говорится, а у вас уже и того. Я, хоть и долго, Асланбек, хотел тебе сказать, чеченцы никогда не были против братства и единства с ингушами. Чеченцы не отсоединяли ингушей. Чеченцы не прогоняли ингушей. Не говорили. Они вначале, они же и сами говорят, чеченцы были против, чтобы мы построили свою республику. Да нет, не против республики были. Были просто хотели быть единым целым. Вот и все. Но если, ты же насильно мил не будешь, если они говорят, нет, мы отдельно, окей, мы соседи, мы братья, каждый пускай отдельно. Я, опять же, не против этой. Сегодня две республики, два региона, каждый живет у себя. Но я считаю крайне неправильно и неполиткорректным, когда старейшины одной республики, мудрецы, люди, которые должны вести мир и строить мосты между народом, между братьями, начинают высказывать и говорить нелестное что-то в адрес нашего народа. Я не говорю тебе про 18-й год, про митинг этот. Я про это вообще молчу. Ни один чеченский старейшина не вышел, не сказал слова. Ни одного слова. Никакого митинга, ничего. Братья, 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 братья. Но на Кавказе чеченцы не последний народ. Имеют честь, достоинство. И мы Конечно. Можем любому, это без всякого преувеличения, поставить на нужное место, если на то будет надобность. Но когда ты называешь братом, когда ты говоришь, мы одно целое, а вот из-под этого, создавая левые аккаунты, льешь грязь, оскорбляешь народ и максимально действуешь, чтобы разделить, как-то трудно бывает, Асланбек, объединить. Мне говорили, вот вместо того, чтобы ты рассказывал свою историю, ты бы пытался бы объединяющихся. Подождите. Объединяющих факторов в Чеченской Республике вот столько. Телекомпания в войнах авиа, в войнах телеком. Назовите что-нибудь одно большое, которое в Ингушетии называется так. Нету. Чеченцы не были против войнахизма, чеченцы не были против. Но чеченцы теперь говорят, мы нохчи. Это исконно наше название. 100 лет, 200, 300, 500, 1000 лет. Если мы сегодня хотим изучать и защищать свою историю, поскольку 20 лет, Асланбек, пока шла кровопролитные две войны, на нас лили дерьмо. На границе и с востока, и с запада. Я про север вообще молчу. Они-то северные, понимаешь? Но эти-то куда, понимаешь? Почему я говорю? Ну, это более-менее чем странно. Потому что вот то, что пишут в книгах 2004 года, с одной стороны, с другой стороны. Сегодня, когда мы начали в 2018 году изучать, архивы поднимать, нашли эти книги. С одной стороны, чуть ли не до самого Нальчика один написал, что это была великое там нуцальство аварское, пишет, рисует карты, включая там, чуть ли, понимаешь, другой рисует великую там свою... Художников хватает сейчас. Я, честно сказать, многие вещи, я сегодня своим братьям, которые в эфире сидят, я говорю, братья, беки кабардинские, кумыкские шаухалы, аварские нуцалы, плоскостные территории получили. Благодаря царской власти, благодаря мощи этой империи. Это вне всякого сомнения, потому что это были князья. Они владели землей, потому что мы бегали в горах, пока там укрывались. После Тамерлана
200 лет, если возрождаться, это... Но, в отличие от других многих, стоит отдать не то потому, что ты сейчас в эфире. Братья Адыги поступили достойно, простой народ, я хочу подчеркнуть. Когда беки воспротивились и хотели обратно вернуть плоскостную территорию, народ не поддержал, и народ ушел. И чеченцы свои плоскостные территории, вплоть от Гермичука и вниз, потихоньку начали осваивать и забирать. Нуцалы воспротивлялись очень долго, то есть аварские. Я верю в это. И кумыки тоже. Кумыки средние между кабардинцами и аварцами. Почему кумыки вплоть до самой Назрани жили? Они сейчас и в Моздокском районе живут. Но они более или менее мягко были, потому что они здесь ушли до Брагунов и Гудермеса, то есть осели там, эти территории освободили. На Тереке чуть-чуть живут, там, у нашей, имеется в виду, Чеченской республики, я имею. И почему я верю, что они, вот именно Сюли, то, что противились тому, что было, потому что на сегодняшний день есть пример с Ауховцем. Они до сих пор, прошло 80 лет, они не отдают им дома. Говорят, нам Москва не заплатила, нам не построили дома там, и так далее и тому подобное. Но Аллах судит каждому человеку. Поэтому я верю в этой части. Когда происходила реконкиста, кто хорошо относился, то был более сильный. Адыгские племена, вне всякого сомнения, народ как народ адыги вел сопротивление без привлечения плюс-минус 101 год. И чеченцы это знают, и шейх Мансур это знал. Самое важное и самое нужное, когда мне сегодня упрекают и начинают некоторые говорить, вот вы называете шейх Мансура имамом Кавказа, а кто это? Мне радостно и лестно то, что в первую очередь это сделали черкесы. Это сделали братья Адыги, они сказали, это Амир, это имам Кавказа, потому что когда пришел он на поддержку своим братьям Адыгам, когда многие восточные, в том числе и чеченцы даже некоторые, отказались от него, я вначале слышал о 10, но мы нашли документы, мне предоставили кабардинские братья, 40 тысяч седел для шейха Мансура. 40 тысяч седел у мастеров черкесских, лучших седел. Он пришел с 40 тысячами своих соратников к братьям Адыгам. Само собой, там не сразу 40 тысяч имеется в виду. Там, я так понимаю, когда они все вместе собрались, имеется в виду. Потому что как таковой мы знаем, что и у адыгов силы были неравносильны. Хотя сегодня я слушаю некоторых кубанских историков, там у них, как всегда, черкесы бывают 10 тысяч, а кубанских казаков там, знаешь, 200 человек. 200 казаков. И вот это, конечно, немножко, но это каждому, как говорится, свое. Поэтому, Асланбек, честно скажу тебе, мы не против были и не были, но когда тебе за или против ты начинаешь, мы знаем, что корни одни, мы знаем, что братья, кровь, все. Но насильно я считаю, что... Я знаю, что хочу добавить. Пошла. Спасибо тебе большое. Недолго я внимательно слушал, мне интересно было знать определенные тонкости, потому что некоторых вещей я не знал. Но что я хочу от себя вам пожелать, чеченцам-ингушам. Если ингуши потом посмотрят, мне интересно было почитать, что они напишут. Я вот хочу к вам обратиться, к чеченцам-ингушам. Мы, черкесы, абхазы-адыги, распределены на более огромной территории, мы разорваны все. Кроме этого, наши языки сильно разнятся. До того доходит, что вообще не понимаем друг друга. Мы разбиты по нескольким республикам. КБР, КЧР, Адыгея, Шапсуги, они живут от Джубки до Сочи, ну и дальше Абхазия. Убыхов выбили. Они связующее такое звено было у нас. Тем не менее, мы все себя воспринимаем единым этносом, и мы стремимся к единству. Насколько бы разные языки ни были.
Где-то местами традиции тоже отличаются. Но вот такого разрыва, как у вас, вот у нас нету, я тебе точно говорю. И я знаю, что я счастлив очень был бы, если бы мы вот как вы жили, КЧР, да, вот между нами разрыв есть, ну, заселили казаков, там, как бы Ставропольский край, не буду все это затрагивать. То есть у вас есть то, о чем мы мечтаем, и я хотел бы, чтобы вы этим воспользовались, когда придет это время. Потому что, ну, чеченец, ингуш, это для меня это один и тот же человек. Никакой разницы нету. Диалекты, какие-то там теща, не теща, это вообще смешно обсуждать. Я желаю вам в любом случае, брат, объединения и единой страны в будущем. Процветающей, экономически мощной, чтобы все на вас смотрели и радовались. Баракаллах. Это вот мое пожелание. Баракаллах, Асланбек, я добавлю к сказанному. Дай Аллах, поскольку ты мусульманин, я мусульманин, мы можем говорить так. Дай Аллах, чтобы на Кавказе каждый народ был счастлив, един, понимал, что мы не пришли на эту землю, мы не жили где-то, понимаешь, мы всю жизнь, 1000 лет живем здесь. Но кроме того периода, когда мы опять же по соседству были урартийцами и хаттами. Твои предки хатты, мои предки урартийцы. Да. Несмотря на это, я хочу сказать, какие бы перипетии не было, что бы ни было, грузинам той территории, то, что есть у них, достаточно по сути своей. 4 миллиона, государство огромное, красивое, с красивыми традициями, 4 языка. Абхазы, будь то адыги. Конечно, если бы мы все жили в мире, согласии, возможно, Кавказ бы был намного и круче, и красивее даже, чем Европа в культурном пласте. Если у нас будет невежество больше, нужно стараться. Я много читал о взаимоотношениях. Мы о куначестве почти что не говорим. Но очень много тостов, хоть и это не мусульмане не принято, но вот этот фольклор, который говорит о хороших взаимоотношениях, я прошу не путать с сегодняшними гаишниками разных регионов, там Кабарды, Ингушетия, и нынешние бывшие случаи были, когда отдавали жизни ради чести и братства между собой. Наши предки, которыми мы гордимся, но почему-то не хотим соблюдать тех же качеств, которые были у них. Если каждый из нас будет искать хорошее что-то в друг друге, может быть, все бы намного и с помощью Аллаха быстрее бы закончилось, и мы стали бы жить, поживать. Но зная на наших слабостях, взаимоотношениях, прекрасно не знают взаимоотношений карачаевцев и черкесов, что там не все ладно. Между кабардинцами и балкарцами, между чеченцами, ингушами или чеченцами, сюли там, и так далее. Все прекрасно знают. Поэтому, кем бы этот человек ни был, я всегда говорю, изучайте историю, изучайте римское право, изучайте греческую историю. Вы поймете, что все, что происходит сегодня, это было заложено еще 1000 лет тому назад. Как нужно управлять, как нужно делать все для того, чтобы были управляемые, можно регулировать этими людьми, все время стравливая, сгоняя и так далее. Можно жить в одном государстве очень хорошо, понимая друг друга, обогащая друг друга. Я не прошу сегодня к мятежам. Я, по сути своей, как ни странно, хоть я являюсь ногчи, но я пацифист. Я люблю поехать в гости, красивые горы. Я обожаю горы. Я люблю рыбалку. Я люблю хвойные леса, горные реки. То есть все, что касается вот, дикости, то есть лес, горы,
море, там, что бы это ни было в диком состоянии. Я это люблю. Я не призываю никого ни убивать, ни воевать, но я понимаю одно. Если Богом данное право на твою землю, на землю твоих предков, посягает кто-то, каким бы ты ни был пацифистом, что бы ты ни был, ты все равно выйдешь на защиту своей родины, своей семьи, своего народа. И каждый должен понимать, поступил бы ли он так. Будь он ингуш, будь он кабардинец, будь он кем бы он ни был. Когда-то за то, что бы не построить вот эту крепость Моздок, вышли кабардинцы, с этой стороны чеченцы. Все эти форпосты, указывающиеся на Кавказе, я не видел ни один форпост, которые построили русские, особенно казаки, которые не были построены против чеченцев. Владикавказ, Моздок, Назрань. Не против кабардинцев построили эту крепость, и прекрасно знают это. Но на земле кабардинцев в тот период она была. Хотя договоренность была с кабардинскими князьями у Московской Руси. Но все равно они показали, кто хозяин и кто победитель. И построили. Это первая кордонная линия, когда по Тереку построили вплоть до Кизляра. Вторая кордонная линия по Сунже. Чеченцы никогда за всю свою историю, никогда за всю свою историю не посягали на землю. Ни братьев адыгов, ни братьев нагайцев, ни братьев кумыков, ни братьев аварцев, ни братьев грузин. Я всех соседей говорю. Ни осетин, ингуши это мы одно целое. Никогда нету в истории ничего подобного. Но, вы уж извините, было ли обратное? Было. Я не скажу, что все, но обратное было. Поэтому, когда мы говорим в перспективе или о том, что было в прошлом, не нужно обижаться, не нужно говорить, если был выход на Каспийское море, мы не говорим, что вот так. Получилось так. Если раньше адыгов и чеченцев было по 5-10 миллионов, сейчас сколько нас? Нас. Ладно, благо, там нас-то, чеченцев, сейчас мы любим это дело, умирать и возрождаться. Адыгов посмотри, сколько вот кабардинцев всех вместе, меньше даже, чем чеченцев. А когда-то доминирующее автохтонное население было на Западном Кавказе. Куда смотрят? 5 раз больше грузин было. Вот я же говорю, куда сегодня смотрят черкесы? Куда? Где вы все? Вместо чем вот эти блоки делать, надо возрождать, население свое возрождать. Это мой призыв как бы к вам. Это призыв каждому народу, который... Просто почему именно к адыгам этот призыв? Потому что и адыги, как и нохчи, потеряли очень много людей. Да, вы потеряли даже чуть больше, не чуть больше, намного больше, чем мы. Я в плане, и во время мухаджирства потеряли, и продавали по несправедливости, турки продавали в этих, как рабов. Ладно, не будем сейчас. Почему-то многие сразу воспринимают меня как я не враг Турции, я говорю, это историческая достоверная информация. И братья-черкесы они не должны были, турки, делать такое. Это непозволительно было. Но что было, то было. Сейчас судить. Турция тоже все неоднообразная. Видите, лазы в основном живут и в Грузии, однако президент... некоторые грузины, кстати, в пабликах пишут, что президент Турции это грузин. Есть такое дело. Поэтому дай Аллах, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы больше пытались взаимодействовать, делиться информацией, не упрекать. Для меня, как Нохчу, как кавказца, мы очень сильно, кто-то даже в поддержку нашего с тобой разговора задонатил. Сегодня мне очень приятно, Асланбек, то, что ты пришел в эфир, потому что когда есть люди, с которыми ты можешь поговорить об истории, рассказать и поделиться, оно
приятно. Не только ты вот все рассказываешь, у меня в основном здесь негатив идет, комментарии начинают писать, а вот ингуши это сказали, это, и поскольку это стрим, я должен отвечать людям. Кто бы, какой бы вопрос не задал, кстати, задавали и по кабардинцам, и всем остальным. И хочу, чтобы вы понимали, если человеку хорошие отношения, то и хочется, у чеченцев такая очень тупая очень вещь. Когда нам что-то хорошее делают, мы хотим десятки. Вот Федор, брат, красавчик, задонатил поддержку нашего канала. Мы делаем десятки раз больше. Десятки раз больше. Хорошая черта. Я, кажется, раза 3 публиковал, 3 раза публиковал то, что сделал черкес для нашего народа, адык. Ты знаешь, да, о ком я говорю? У нас есть улица, его министром юстиции он был. Калмыкова Юрия. Наверное, Калмыкова Юрия. Этот человек, несмотря на свою фамилию, я уверен, что имя у него другое, фамилия другая, я имею в виду, если бы чисто адыгская. Да. Несмотря на все это, он повел себя как достойный адык, сын своих предков. Он не предал, он не сделал ничего плохого. И несмотря на то, что власть, не власть, нынешняя, какая бы ни была, в честь него есть улица в городе Грозном, и мне это приятно. Он первый воспротивился, чтобы была в Чечне война. Я говорю про первую чеченскую. Да, он резко против выступил и резко против выразился, отказался, лишился всей жизни то, что человек пытается подняться по карьерной лестнице, но не поступился со своей честью. Отказавшись от этого, он выступил против войны и ушел, оставив должность. Вот что значит быть настоящим адыгом, настоящим соседом и братом. Я не говорю, может быть, такие случаи были из других стран. Я знаю, что в Нальчике проходил митинг против войны в Чечне, в Первую Чеченскую войну. Я это знаю. Я знаю, что принимали огромное количество в Нальчике, до сих пор живут чеченцы. Около 80 тысяч было. То, что я это все знаю. Я знаю, что у вас есть потомки наших чеченцев, которые стали кабардинцами, теперь уже кабардинцами. Да. Я это все знаю. Еще раз хочу, чтобы вы понимали все, несмотря на разность, было бы, конечно, хорошо, если бы все были бы мусульманами, но это как мусульманин мечтает это. Несмотря на разность нашей веры, несмотря ни на что, адыги, осетины, грузины и все остальные, все, кто вокруг, еще раз повторюсь, я ингушей отдельно не считаю, потому что мы являемся, их называю кто-то. Несмотря на это, если мы все живем и будем друг друга поддерживать, уважать, приглашать. Я пытаюсь максимально публиковать все, что есть про братьев адыгов. И ко дню флага, и ко дню языка. Я пытаюсь это все делать. Никто мне за это не платит. Я не поддерживаю конфликт между карачаевцами и черкесами. Я не поддерживаю конфликт между балкарцами и кабардинцами. Я учился в академии, и в академии у меня был карачаевец, был балкарец, был кабардинец. Я противник того, чтобы вы с друг другом конфликтовали. И балкарцев мало, и карачаевцев мало, и кабардинцев мало. И на самом деле и адыгов всех тоже мало. И чеченцев мало. Мы, не решив свои внутренние какие-то моменты, пытаемся еще между собой гадиться, драться. И нам надо беречь друг друга. Беречь нужно. Если мы будем убивать, уничтожать, делать подлости друг другу, тем самым уничтожая, свято место пусто не бывает. Найдутся те, кто с радостью займет это место, и через 50-100 лет вас поглотит, если не уничтожит. Или вы превратите тех, кто... Что-то заняли уже давно. Поэтому нужно беречь свои культурные ценности, дружите, приглашайте,
Не все всегда получается, не все всем нравится. Приехал как гость. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха, будет Асланбек или любой балкарец, карачаевец, нагаевец, мне без разницы, если приедет гости ко мне, как ночью, ко мне на родину. Я отдам все, чтобы он себя чувствовал хорошо, чтобы мы... Ну, имеется в виду, в рамках дозволено, само собой. Я буду пытаться соблюдать законы моих предков. И так поступит каждую ночь. Но если кто-то попытается, спрятав нож за спину, с кем-то подло прийти и поступить, мы будем поступать именно таким образом, как и поступали наши предки. Никого не прошу и никогда не просил нарушать законы. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому высказывание каких-то сепаратистских, террористических разговоров не надо. Изучайте историю, изучайте, рассказывайте ее друг другу. Рассказывайте, как жили предки, какими они были достойными. Войны бывают. Если не захватят одни территорию, если сегодня, я хочу, чтобы понимали все, если территорию Кавказа, общего Кавказа, не захватили бы русские, чтобы было понятно, я хочу, чтобы вы понимали, речь не о России, захватили бы турки. Если бы это не сделали турки, захватили бы персы. 3 сверхдержавы боролись на тот период, я говорю, в ранний период, держались за это самое геополитически важное место. Поэтому где-то преобладало больше турецкое, допустим, как на Западном Кавказе. Где-то вплоть до Сулака это было персидское влияние. Это Дагестан. А где-то, извините, было больше России, потому что, ну, так получилось, что между кем-то влияние повлияла Россия. Поэтому здесь нету, тот, кто знает вообще, изучает историю, каждое государство хочет расшириться за счет кого-то. Это и Грузия, и Россия, тут нету ничего. Вот в этих больших играх теряются и погибают малые народы. Чтобы остаться достойным, чтобы изучать, чтобы помогать друг другу, нужно взаимодействовать, не враждовать, взаимодействовать. Никто не заберет у карачаевцев то, что принадлежит карачаевцам. Никто не заберет у адыгов того, что принадлежит адыгам. Никто. И не позволит. Кавказ такое место, ничего не забывается. Пройдет 1000 лет, но никто этого не забудет. Ни Асланбек не забыт, ни Башар. Никто не забыт, а ничто не забыт. Поэтому не нужно поступать глупо, поспешных выводов делать. Не нужно высказывать, кукарекать больше всех и пытаться доносить друг на друга. Живите мирно, сосуществуйте, приезжайте в гости, ездите. Посмотрите, как много. Я до сих пор, у меня мечта поехать, я не знаю, в Адыгею. Так и остается. С детства, я вам клянусь, с детства мой друг поехал в Майкоп и рассказал о красоте, как в Майкопе. С тех пор я туда еду и до сих пор не доехал. Почему? Я думал, ты бывал в тех местах. Я думал, ты бывал уже в тех местах. Нет, я оказывается... в Кабарде так был, а вот дальше вот, Архыз там не был. Там не был. В Сочи был. Я почему Сочи говорю, ты, наверное, понял, да? Да. Исторически все-таки. Вот в этой области был, но дальше нет. К сожалению, моя жизнь, Асланбек, не настолько интересна. Я в основном в учебе, да, разные лагеря для образования. Лысину заработал, а красивых мест и, как говорится, не осталось времени на это. Но будем надеяться на лучшее, мы еще не умираем. Иншаллах, хочу вот в лице Асланбека всем братьям, адыгам, абхазам, без разницы, грузинам, любой национальности. Если вы понимаете мой язык, наш язык, если вы знаете, кем Рамзан Хириер Яц Хириваци Асланбека Адыгу.
Там снизу написал осетин ты. Видно. Но кто бы ни был, прежде чем судить, оскорблять, обсуждать мою внешность, я же не прошу, не пытаюсь быть вашим зятем или украсть у вас что-то. Для общения заходите, задавайте вопросы, общайтесь, не материтесь, ничего плохого. Нормально поговорите, и вам не будет стыдно, и не вашим предкам. Почему? Потому что вы будете пытаться узнать истину и наладить братские хорошие взаимоотношения на Кавказе. Амбиции есть у каждого. Я понимаю черкесов, не так-то легко от моря до моря иметь когда-то государство, а потом остаться в разорванных клочках. Я понимаю грузин, не так-то просто иметь государство, извини меня, тоже от моря до моря, и потом терять все. Не так просто, и каждому можно сказать, я понимаю каждого, кто хочет великое свое подчеркнуть. Но на самом деле многое великое, как так называемое, это величие достигнуто бывает на штыках не собственных предков, понимаете, а на штыках других людей. Наши же предки жили на Кавказе очень хорошо, достойно вели себя, не позволяли себе лишних разговоров. Да, крали невесту, у кабардинцев крали. И Лошадей воровали, да, наверное, ну про лошадей, да, это, кстати, да, по этому поводу я хочу подчеркнуть и сказать очень важный момент. Ученые доказали, воровство на Кавказе, вплоть до воровства невесты и лошадей, появилось только после прихода татаро-монгольского ига. До этого на Кавказе никогда таких традиций не было. Ни воровства невесты, ни воровства лошадей. Этого не было никогда. Это считалось очень позорным и постыдным делом. После кочевых набегов это начало считаться эффективной военной методикой. И его начали использовать фактически все на Кавказе, включая и казаков, потому что они отгоняли крупный мелкорогатый скот и у адыгов, и у чеченцев, и у нагайцев. Причем миллионами. Причем не так поздно, даже во времена Ермолова это поступали так. Именно по указанию Ермолова. Поэтому не нужно некоторым людям, я хочу всем кавказцам предостеречь вас от этой лжи. Не было у нас такого обычая угонять, воровать лошадей или жен. Это появилось только после появления чингизидов. Кочевые племена всегда занимались и всегда делали. Это их обычаи, традиции, которые, к сожалению, привился на Кавказе, и сегодня некоторые начинают... Да, это, конечно, меняет новую картину. Можно очень красивую невесту из очень богатого рода умкнуть и так далее и тому подобное. Ну, благо у нас это сейчас уже на законодательном уровне все пресекается. Но исторически я хочу, чтобы было понятно, что вот это появилось только со времен Чингисхана. То есть... Ну, у нас это считалось вообще позором, кого-то девушку украсть, за это могли убить просто. Это везде, брат, это везде. Это везде, и плюс за Башлам. Вот такая вот ситуация. Асланбек, ты хотел задать, я просто, у меня давно не было гостей, и ты пришел, я просто на тебя лавиной обрушил все. Хочу тебе рассказать, если что-то ты хотел спросить или что-то исправить меня, я прошу тебя ради Аллаха, брат. Я не говорю, что я знаю все. Там, да, историческое образование у меня есть, все остальное. Но если я в чем-то не прав, и ты знаешь достоверно, что это так-то, так-то, я тебе прошу, скажи просто, ремарка, поправка, вот так-то, так-то, брат, может, ты не знаешь. Я хочу, чтобы дискуссия была равноправной. Ты не думай, если ты пришел ко мне в гости, и я тут просто все хочется тебе рассказать, и я знаю, что мы с тобой общались и до этого. Я знаю, что ты не дурак, и я знаю, что у тебя есть какие-то наработки, и ты знаешь, в истории неплохо разбираешься. Поэтому прошу
прощения, то, что я так долго говорю. Пока закопался не Если у тебя твоим есть словам. что-то рассказать, или если ты хотел спросить, я с радостью отвечу. Я думаю, что и нашим... В общем, как бы, что я хотел, то не сказал, может, периодически буду приходить, Заходи, если вдруг пригласишь. я в эфире что-то скажу, если тебе нужно будет что-то дополнить. Камеру с плюсиком нажимаешь, заходишь, и проще простого можем говорить хоть сколько. Договорились. Спасибо тебе за приглашение сегодняшнее. Джазакаллаху хайран. Всегда буду рад принять Будешь твое в Грозном, приглашение. Тема будешь в Грозном. Номер у тебя мой есть. Звони. Иншаллах. Встретимся. Я тебе нашими жижгалныш накормлю. Да, приезжай, и буду рад. Новший народ, брат. Я думаю, ты и так знаешь, что в Грозном шел. Без преувеличения очень любит и уважает братьев адыгов. Я прошу заметить, адыгов, в адыги я включаю всех черкесов, всех кабардинцев, абхазов и так далее. Чтобы вы знали их самоназвание, обобщающее свое родное. Это, как мы сказали. А черкесы, кабардинцы и остальные вот эти названия, я думаю, что они уже появились намного позже и не от этого. Хорошо, брат. Если у тебя есть вопросы еще, с радостью отвечу. У матросов пока нет вопросов. Ассаламу алейкум, рахматуллахи. Алейкум ассалам. Приятно было пообщаться. Взаимно. Если, братья, Ибрахим, если есть вопросы за время моего общения с нашим братом Адыгом, который пришел в гости сегодня, вы задавайте. Я видел здесь некого, кажется, это был ингуш, и он сказал, что я лукавлю. Я лукавлю. Он сказал его имя сейчас. Если я не ошибаюсь, это я так думаю, что он ингуш. Сейчас. Его имя я запомнил. Так, валикум ассалам. Его имя Хайруд. Хайруд 3 единицы девятка. Вот здесь тебе написано как Хайруд 3 единицы девятка. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты сказал и исправил меня, в чем я лукавил. Хайруд, кажется, или не Хайруд, а Хейруд. Хейруд 1119. Я уверен, что ты ингуш на 100%. Если ты говоришь, что я лукавлю, я прошу тебя, не жалей меня, расскажи, в чем я слукавил, в чем я был неправ. Когда я Асланбеку рассказывал некоторые моменты, я более быстро утрированно, чтобы детально не входить, хотя я могу и детально рассказать. Но мне интересно, вот ты слушал разговор, и в чем я слукавил, и в чем я обманул нашего гостя. Скажи мне, мне очень... Ты это сказал в момент, когда я рассказывал о Галанчурском районе. То, что в 2008-2009 году этот кусок потихоньку притянули к себе. В этот момент ты сказал, что я лукавлю. Скажи мне, в чем я слукавил? Если ты это написал мне, а там других комментариев я не видел просто-напросто, чтобы ты это какому-то человеку писал. Значит, ты написал это мне. Скажи, в чем я соврал? И если ты прав, я попрошу прощения и с радостью исправлю. Хайруд 1119, кажется, так у тебя там ник написан. У кого есть вопросы по данной тематике, когда мы говорили с нашим братом, соседом, задавайте вопросы, если есть. Я с радостью отвечу на ваши вопросы, если есть. Если нету, то лучше мы подготовимся к завтрашнему эфиру, и мы завтра продолжим. Так-то
нас сегодня 4 человека, нет, 5 человек сегодня поддержали наш канал, то есть им понравился канал, они задонатили. 5 инстаграмеров, так наших подписчиков, за что им огромная благодарность за вашу поддержку. Благодаря вашей поддержке мы еще как-то существуем. Вот. Сколько нас примерно было раньше, Муса? Считается, что было до 5 миллионов. Это не официально, но считается, что было до 5 миллионов. Доказательств этому, конечно, нету. Перепись населения не вели. Но, исходя из того, что парфюм салам, я не про это говорил, это я говорил про тем, кто задонатил, я это имел в виду. Прошу поддержать, потому что то, что мои подписчики меня поддерживают, пишут комментарии, это я знаю, не спорю. Что я хотел сказать, что почему мы говорим? Отток населения был большой, некоторые сегодня называют себя другими национальностями, будь то грузинами, будь то кабардинцами, черкесами, будь то кумыками. Этому есть и есть некоторые, которые даже говорят, что они сюры по национальности. Но что поделаешь? Такова жизнь, если они живут среди них 200-300 лет, и они себя считают таковыми, это их личное дело. Аллаху алям, Аллах знает лучше. Наше дело лишь сказать. Если кто-то... И Адлан тоже поддержал нас. Адлан, баркалла за то, что поддержал наш канал. Вы не должны забывать, что мы ни в коем случае никого не оскорбляем в Европе. Я думаю, что в Европе без малого будет от 350 до 400 тысяч человек. Могу сказать так, с уверенностью могу сказать так. В пределах 350-400 тысяч. Ибра, есть в Ютубе вопросы, которые интересуют наших подписчиков. Ассалам алейкум, ва алейкум ассалам. Ислам дин хубо харгду, брат. Дарка Сумов. Ваша, давай этот вопрос ты задашь религиозным деятелям. Насколько я знаю, единобожие, вера в единого Аллаха. Но я историк, я рассказать тебе более детально и правильно, я боюсь, что могу ошибаться. Поэтому Дарк Касумов. Спросить у религиозных деятелей будет намного правильно. Для меня, что ислам, что мусульманин, это вера в единого Всевышнего Аллаха, единобожие. Вот. Монотеистическая вера. А так лучше тебе спросить у религиозных, знатоков религиозных деятелей. Они лучше скажут. У арабистов и так далее. Если ты что-нибудь спросил бы касаемо нашей истории или вообще истории, я бы мог бы тебя. Брат, во Франции цхана осто кварт хаузин с сундерхуэтерас был.
А, Хубахцу, я не знаю, что он тебе сказал, но насколько я знаю, Чуабому Бардука религиозный деятель. Расскажите, что вы знаете по этому поводу. Может, насколько я знаю, единобожие даетесь таухид, дари муахид, дари шудука махарашуны. В этом плане это исламская история, которую я очень боюсь ошибиться, чтобы не понести за это грех. Есть вопросы? Так. Ага. Нас поддержал брат Чечен. Ютубовский поддержка подъехала, так сказать. Ютуб брат Чечено поддержал наш канал. Ютубовские братья дал сейдуэл шудалдух дадуэл. Хакаче шу донейшн. Так, дальше. Вопрос. Чего? Датсон хабардоны. Датсон ислам дуборга. Цанох чихумш дуборж. Датсон. Ислам это религия пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалам, от нашего Всевышнего Аллаха. Это единобожие, это магометанство, это, я не знаю тебе, как еще объяснить. И не надо это давать какую-то ее национальную окраску религии ислама, тем более. Ты не в курсе, какие-нибудь продвиги есть в Ламах? Хук шхельче дюйцар мадацари. Уайгук она осталда дикниг айлар публиковать дар вайвежришт кодар. А уж исандал хум дахуш хана ха дюйчсахул. Дитиш екхул, дитиш йоцахул ламанху. Так, задавайте вопросы, если есть вопросы, еще раз вопросы. Если вдруг нету, я бы не хотел бы терять. Так, есть вопрос. Башлам. Ассалам алейкум. Ва алейкум салам. Ал-Багачиев Мухаммад говорит, что до Аргуна одна культура, а за Аргуном другая культура. Ал-Багачиев Мухаммад несет ерунду, полнейшую чепуху. Можете ему передать. На территории нашей республики у нас несколько культурных кластеров. Кура-Аракская, Кайкена-Харачевская, Майкопская, Кабанская и еще называют некоторые Северо-Кавказская. Поэтому то, что говорит Албагачиев, мы уже давно съели и выплюнули. Ученые же придерживаются совсем другого мнения. Ученый, не Магомед Албагачиев. И я вам их перечислил. Кура-Аракская на нашей территории, то, что присутствует, частично или Кайкена-Харачевская, Кабанская, Майкопский археологический кластер и плюс Северокавказский он называется некоторые, а так 4 в основном. И вам это можно, вы можете это прочитать любой, как говорится, ученый, можно сказать. Я понимаю, он говорит Артур Иртурбо Хоргдубо. Так, Даргасумов, Ваша, я хочу, чтобы ты понимал, таких людей я называю нарнийцами.
И без разницы, является он чеченец, ингуш, сюли и кто-либо. Это люди, которые рассказывают сказки, небылицы, от себятину несут. Услышал звон, не знаю, где он. Я прошу тебя в такие вещи не верить, если они не подкреплены. Никакой ит-алло, никакой ир-артур, иртур. Такие вещи я прошу мне не рассказывать, потому что нету никаких обоснований и никаких доказательств по этому поводу. Это все только мифы, выдумки, которых нету никаких подтверждений. Это из ряда яйца дракона, которые нашли в горах, Йети, или же самый древний город или село на Северном Кавказе. Вот из этой области это. Или там нашему тейпу 50 тысяч лет. Не верьте вы этим сказкам. Понимаете, не верьте. Это люди, которые выросли во лжи. Это те люди, которые рассказывают ложь, вводят людей в заблуждение. Я не говорю, что наш язык не древний или что там он не настолько там крут. Нет, прошу не путать. Язык у нас прекрасный, наш язык прекрасный, очень древний. У нас 7 диалектов и 10 говоров, наречий, говоров. Один из богатейших языков, прекрасных языков. И нам не нужно, чтобы какие-то иртуры, артуры и тому подобное приписывали к себе. Ит, алло, цинбин, хол, халдал, циг, хал. Не надо вот таких вещей. Это на уровне юмора только. Пошутить так можно, но говорить, что это реально было так, этого нельзя. Потому что нет никаких, ни косвенных доказательств, ничего, кроме как совпадения. Сегодня есть люди, которые первую букву Г увидят где-нибудь на Кавказе и говорят, что это все касается галгаевцев. Есть такие люди. Почему-то не галайцев, который Галай, который очень древний тейп, который намного древнее даже, чем многие другие. Это не галайцы, понимаете? Это не Галай. А вот именно вот они. Поэтому первая буква, знает, что он такой. Это не знаю. Я бы не стал такие вещи делать. Это неразумно и неправильно. Когда сидишь 2-3 часа на одном месте, все затекает, все затекает. Друзья, уважаемые мои братья и сестры, надеюсь, сегодняшний эфир вам понравился. Надеюсь, если у вас есть вопросы, если вы имеете какую-то информацию, карты, исторические книги, пишите в директ, показывайте, присылайте, фотографируйте. Все, что касается нашего народа, нашей истории. Это очень важно. Это очень нужно. Только вместе мы можем все восстановить и возродить. Он верит в то, что Ноев ковчег в Чечне и Ноев ковчег в Дац. Это опровержение уже сделали. Про Ноев ковчег правда, про Нуха правда, но то, что он в Чечне, неправда. Еще раз повторюсь. И в то время я сказал, за старание Марата 5 с плюсом, за доказательства, к сожалению, и мои, как говорится, догадки подтвердились, ничего подобного не произошло. Как бы кто бы что ни говорил, конечно, он косвенно подводил многие моменты. Вроде бы и правильные вещи были, но, к сожалению, это не оказалось правдой. Прошу поэтому не сильно обольщаться многих людей по этому поводу. Да, похоже, да, многое непонятно. Ну и ученые сейчас доказали, что оно имеет природное свойство. Не искусственное, не человеческое, а природное свойство. Там сама природа его создала, этот участок Земли. Ва алейкум ассалам.
Поэтому говорить о том, что Ноев ковчег здесь, неправильно. Басламу алейкум. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. С какой стороны пришли царские войска на Кавказ? Царские войска пришли на Кавказ с северо-запада, севера и востока в основном. Но смотрите, первое соприкосновение — это северная часть. Это со стороны, получается, где Ставропольский край, с этой стороны. Моздок, вот с этой стороны. Но, если мы говорим о периоде до Ивана Грозного, Иван Грозный пришел со стороны Терека, то есть со стороны севера. Если мы говорим более поздний, после Ивана Грозного, Иван Грозный не продвинулся за Терек, он не отправлялся. Эта местность называлась Тмутаракани. Тартара еще ее писали, Татария. Дальше, второе соприкосновение с нами непосредственно уже было при Петре Первом. Конкретное столкновение имеется в виду. Это было со стороны острова Чечен, Чеченский пролив. Вот в этой области, когда Петр I с Апраксином пытался завоевать, точнее отвоевать у персов Кавказ. Тимур III доказали, уже есть, валикум ассалам, есть уже заключение ученых, которые приехали и доказали. В 1722 году, если я не ошибаюсь, это уже северо-восточная часть, это где остров Чечен, с этой стороны зашли. В 1730-60-е это уже Моздок крепость. 1800-е годы это со стороны Грузии, через Грузию. Вот так со всех сторон зашли. А с других во время Кавказской войны уже со стороны Дагестана зашли. Получается восточная сторона. Так что со всех сторон фактически заходили. Ну, считается первое, считается, что при Иване Грозном соприкосновение. Это 15 век. Если про Россию ты спрашиваешь, именно про Россию. Если персы, то с востока. Монголы тоже с востока. Хазары с востока и с запада. Тамерлан, это уже татаро-монголы, и с востока, и с юга. Да, Гунон, так и есть. Так что вот так как-то. Вроде бы ответил на ваш вопрос. Познакомиться. Завтра по этим вопросам я вам, даже так скажу, по карте буду показывать. Да, по карте покажу вам, где, как. Завтра немного поработаем с картами. Интересные моменты я вам покажу. По нашему материалу. Вот. Карты пока сразу прошу вас прощения. Это старые карты, которые мы работали. Потому что брат история Хаар Хупаидбу. Конкретно ответ Лурдари Ахсун Фиетер Гнистуйти Хажарвоса.
историю Хаарпайдбу. Если ты знаешь историю, ты будешь знать, кто, где, когда была твоя родина, жил твой народ. Будешь знать, кто предал тебя, кто предаст еще раз обязательно, кто был подлым, кто был, чего нельзя делать, стратегически, политически, экономически, историю очень много чего. Чего нельзя ни в коем случае допускать, а что можно исправить. Много что история обучает, помогает. Но самое главное, что история тебе дает, это как жили с честью и с достоинством в религии ислам твои предки. Это первое, самое важное. Второе, в каких границах они жили. И кто сегодня пытается посягать на твою родину. Кто хочет украсть у тебя, у твоего брата, у твоего села, у твоего тайпа, Тухума, Вар, Гар, Димто, Некой. Вот что учит история. Твоя история учит тебе тому, если ты имеешь свой город, родину, село, народ, то ты должен знать историю. Вот. Как минимум. А так, походу, за мной приехали уже. Это, конечно же, я шучу. Вот. Дальше. История – это национальная безопасность. Да, Гуну, тоже правильно. Так, следующий вопрос. Правда дороже, пишет Башлам. В каком году построена крепость Владикавказ? 6 мая 1784 года. Свои первые восстания, ну, восстание неправильно, свое первое действие шейх Мансур, первый имам Кавказа Ушурма, начал в 1786 году, через 2 года после основания крепости Владикавказ. Я, конечно, не такой крутой историк, но маломальские вещи по чуть-чуть знаем. Что еще? Есть вопросы? Нет вопросов. Друзья, уважаемые мои братья и сестры, я хочу, чтобы вы понимали, проблемы нету стрим вести 5, 6, 7 часов. Вообще стрим рассчитан на то, что стрим, donation, который собрали, и продолжаешь ты дальше, чтобы ты мог отвечать на вопросы 4, 5, 6 часов, и 10 часов бывает. Есть какие-либо доказательства, что мы потомки пророка Нуха, алейхиссалам. Ты не написал, но я от себя скажу. Нуха пишется с большой буквы. Доказательства косвенные есть и достаточно. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Я их приводил, я о них рассказывал, и я о них написал. Поэтому можете посмотреть. Косвенные, прямых доказательств того, что мы потомки Нуха, не может быть в природе. Почему? Потому что никто не знает ДНК пророка Нуха. Если бы мы имели ДНК пророка Нуха, тогда бы можно было сказать, все мы от Нуха, все народы. Не все народы, но в какой-то мере, Айса, ты прав. Не все народы.
Масса Хилбаркова. Не все народы. Почему? Потому что там есть версия, что на корабле укрывались и люди не из народа Нуха. Но, чтобы знать, наверняка с точки зрения религии говорится о 3 сынах Нуха. Иафет, Сим и Хам. От Хама появились все монголоидная раса, у кого узкие глаза, восток. Сын ушел туда, на восток, и от него появились они. Ну, в связи с климатическим и географическим положением. От Сима, второй сын, появились все семитские племена. Это арабы, евреи, негры и негроидная раса, арабо-негроидная раса. Все они появились. Он ушел на Ближний Восток. От Иафета, его называют Иафет, который считается Ефетиты их еще называют. Вот как раз он праотец всех европеоидной расы. От них появились все кавказцы. Нохчи, грузины, автохтонные народы, адыги и так далее. Вот. Все они от Нуха считаются. Это вот с точки зрения религии. Вот от 3 его сыновей считается, что зародился. Это одна версия, это с точки зрения ислама. А есть другая версия, что потоп был локальным, что не все погибли, а определенное место было наказано и так далее. И тому подобное. Но я про это говорить не сильно. Что касается доказательств по поводу того, что мы являемся потомками Нуха, как раз таки вот эта ефетитская версия Мара, Леонтий Мравели, вот, грузинские версии, они подтверждают, что мы потомки Нуха, и от него появились, и распространились по Кавказу. Тимур 3. Объясню тебе. Если и кто-то еще поддержал наш канал, за что огромная благодарность за поддержку нашего канала. Поясню. Если ты живешь в одном климатическом поясе на протяжении 1000, 2000, 1000 лет, 2000, 3000 лет, формируется раса. Из-за этого появляются разные народы. Народы все одни. Человек пошел от Адама и Евы. Но несмотря от этого, есть монголоидная, негроидная, европеоидная раса, кавказианская, иначе говоря. Есть еще там другие, но я уже не буду там, атлантическая, там их называют по-разному, но все от одного. Если ты, объясню тебе простым языком, если ты уедешь в Африку жить, и через 1000 лет твои дети будут неграми, чтобы ты был понятно, чтобы тебе было понятно. Почему? Потому что там всегда жарко, вырабатывается пигментация, кожа становится черная, чтобы не было онкологических заболеваний, чтобы ты мог ходить спокойно при прямом попадании. Живешь на экваторе при прямом попадании солнечного света. Ты становишься темным, негроидная раса. Если ты будешь жить в азиатских странах, там, где ветра, постоянные степи, ветер дует в глаза и вырабатываются, веки закрываются потихоньку, пыль собирается вот в этих местах. Поэтому узбеки, казахи, там, китайцы, японцы и так далее и тому подобное, монголоидная раса, у них специально глаза защищают от ветра, от пыли. У них чуть сплюснутые глаза, желтоватый оттенок кожи. Это из-за климата, который сформировал оттуда их. Кавказианская или европеоидная, русские называют европеоидной, но нормальные люди ее называли кавказианской, то есть США,
Кавказианская раса — это ты и я. Отличительная черта — большеватые носы, слегка большеватые носы. Ну, синие, зеленые там глаза. Почему? Потому что в этой области, ближе к северу, то есть все, что идет на север, запад, север, европеоидная раса, холодно. Для этого вырабатывается чуть побольше нос, чтобы легкие кислородом насыщались, особенно большие носы. У горной части, у других чуть они другие. Чем ниже, то есть с гор, тем меньше, чтобы кислород обогащал легкие, с большим носом больше кислорода попадает. И вот так сформировалось. Они светлые, потому что холодно в основном. Северная часть, я имею в виду, викинги и так далее и тому подобное. Светлая борода, синие глаза и так далее. И ДНК меняется. ДНК-наука вообще считалась до 1956 года ложной наукой, лженаукой. Тимур-3, чтоб ты знал. Это так. Остальное все нагромождение, которые даже есть гаплогруппы A, B, C, D и буквы, которые выбираются, они идут просто по тому, как люди их выстроили. Чтобы было понятно. Еще раз повторюсь тебе, чтобы до тебя дошло. Все люди появились от Адама и Евы. От одного мужчины, одной женщины. И несмотря на то, что он индус, китаец, японец, разницы нету. С одним ДНК. 23 хромосома от отца, 23 хромосома от женщины. Итого 46 хромосом. Но сейчас тебе провести урок биологии или для вас, я не знаю. Это простые вещи. Может быть, я не так хорошо говорю, не так хорошо объясняю, но это элементарные вещи. Если ты уедешь на север, через определенное время пигментация кожи поменяется, ты станешь светлым, твои дети станут светлыми и так далее и тому подобное. Холодный климат. Ну, солнце. Как ему объяснить тогда солнце, что может быть, я не прав. Ой. Ладно, выжри, аж он бях мобил, но на этом я, наверное, закончу эфир. Я вопросов просто других сильных не вижу. Завтра мы продолжим, чтобы просто-напросто я хочу сэкономить деньги завтра, чтобы мне на эфир хватило. Лишний раз и вас не доставать. Уже почти что Ирламыз хан хульшу, шумасан дерез хил, шумасуде дардук дардуэл. Я прошу ради Всевышнего Аллаха, чтобы вы простили, если я каким-то образом обидел вас, задел вас. А так, это не тархун, это зеленый стакан, а вода здесь минеральная, Сернаонский хиль-рука. Это не реклама, если что. Если я каким-то образом задел, обидел, я прошу ради Всевышнего Аллаха меня простить. Всех моих подписчиков с Ютуба, с Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, ВКонтакте, с Твиттера, я прошу вас, приглашайте максимально нам подписчиков. Зовите нам аудиторию, чтобы мы могли рассказать с вами, поделиться с вами насчет нашей истории, нашей культуры, географии и вообще все интересное и новое. Приглашайте, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Не забывайте лайкать наши посты, оставлять комментарии или хотя бы смайлики, которые будут продвигать наши ролики. Масарна Дересхил. Особая благодарность всем, кто смог поддержать наш канал, за вашу поддержку, то, что вы поддерживаете наш канал, благодаря вам, иншаллах, мы существуем. В первую очередь, благодаря Всевышнему Аллаху, а потом благодаря вам. Адекюэль Маш Аль-Бюстейк Аль-Вавил. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я спать не ложусь, будут вопросы, что-то, пишите в директ, обязательно отвечу. Ибраим, будут вопросы, в Ютубе тоже отправляй.